34 района и 2 городских поселения, 420 поселений и около 30 тысяч человек съездили, услышали и взяли в работу. В Якутии состоялся отчет исполнительных органов власти республики за 2023 год. Отчетность, которая ведет правительство, она очень нужна народу. Каждый может задать вопрос. Вопросы были неудобные, острые. Это очень интересно. Встреча была хорошая. Этот формат не первый год сложился замечательно, потому что он необходим. Люди задают вопросы, проблемные вопросы нужно решать. И они не всегда видны, может быть, сверху, да, поэтому необходимо общение непосредственно с народом. За февраль-март органы власти Якутии посетили и арктическую, и южную, и западную, и восточную части республики. Население показало активное участие. Ведь при подобных диалогах с правительством жители республики могут не только рассказать о жизни в их поселениях, но и быть услышанными напрямую. Насчет ожидаемых планов, конечно, хотелось бы строительства большой больницы, потому что население растет, наслед растет, люди у нас прибавляются, ну и рядом лежащие, как скажем, населенные пункты, такие как Сатал, Скангалас приезжают, поэтому нужна большая больница, где будет не только амбулаторная, получается, да, но и стационарная. Правительство Якутии представило отчет о проделанной работе перед населением разных районов. Как отмечают члены рабочих групп, на данных встречах поступают различные предложения и вопросы, которые входят в протокол, а далее идет работа по их реализации. Наш самый большой вопрос и наше желание было это постройка школы, сада. По жилищно-коммунальному хозяйству вопросы. И, конечно же, у нас по кадрам большие вопросы. Не хватает кадров. Мы вот и просим, конечно, просим помощь, чтобы нас там обратили внимание, чтобы, может быть, все-таки, ну, это было бы экономичнее, это было бы лучше бы для нас. Там-то домов-то мало, в общем-то, чтобы старенькие сносили, оставили на это место более новые, ну там лучше фундамент, там чуть там больше. Отчет правительства на местах завершился, ну а работа над вопросами, поставленные населением, только начинаются. И, как отметило правительство, благодаря прямому общению с жителями появляются новые задачи и работа по их реализации. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национальное телевидение Республики Саха-Якутия. С вами Дмитрий Аргунов. Как мы уже слышали, буквально на днях завершился традиционный отчет регионального правительства перед жителями республики. Члены правительства в течение 2 месяцев посетили свыше 400 муниципалитетов, где встретились с тысячами жителей республики. Отчет охватил все, без преувеличения, сферы жизни якутян, от сельского хозяйства до нефтегазовой отрасли. Нужно отметить, что отчеты – это уникальная форма взаимодействия, где любой житель республики может задать вопрос представителям правительства. Главная миссия очных отчетов – это информирование якутян о проделанной правительством на самом деле огромной работе, получение живой обратной связи от жителей и, исходя из этих запросов, построение планов развития муниципалитетов и республики в целом. Такая форма общения живо перекликается с базовой установкой открытости для всех государственных органов власти, заданной президентом России Владимиром Путиным. И сегодня в студии я рад приветствовать на прямом эфире председателя правительства республики и его заместителей. Также по видеосвязи присутствуют министры и председатели государственных комитетов. Во время прямого эфира мы будем принимать вопросы по многоканальному номеру 320111. Также вы можете присылать вопросы на мессенджер WhatsApp по номеру 914 279 22 62. Еще раз, 914 279 22 62. Все поступившие звонки и сообщения обязательно дойдут до адресатов и будут обработаны профильными министерствами и комитетами. Также у нас на видеосвязи заместители председателя правительства республики, которые находятся в служебных командировках. И по традиции первое слово председателю правительства республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые зрители. Как уже было сказано, в феврале-марте прошли отчеты правительства Республики Саха-Якутия.
Мы посетили все муниципальные образования, и, конечно же, очень примечательно, что наше население очень активно посещало наши встречи и задавало большое количество вопросов. Отчеты прошли в этот раз в очной форме. Вы помните, что на протяжении какого-то времени из-за пандемии мы проводили отчеты по ВКС. Конечно, это многих расстраивало, хотели личного общения. И вот теперь очный формат у нас вернулся, и мы продолжаем эту важную и уникальную форму общения с нашим населением. Отмечу, что личные отчеты, выездные отчеты правительства – это форма общения исполнительной власти, которая используется только в нашем регионе. Больше таких практик в других субъектах федерации нету. Поэтому я считаю, что это очень важная форма и дальше будет служить хорошим инструментом для общения и обратной связи. Большое количество вопросов и проблем было обозначено жителями в ходе личных приемов, которые являются неотъемлемой частью любого выездного заседания или выездного отчета правительства. И я вас уверяю, а я знаю, что многие из тех, кто присутствовал на наших встречах сегодня у экранов, уверяю, что все вопросы, без исключения, вошли в протоколы наших отчетов и будут рассмотрены правительством в самые короткие сроки. Ну, а какие вопросы звучали? Конечно, в свете того, что президентом были приняты решения о реализации крупнейших глобальных национальных проектов, и уже много лет эта форма создает социальные объекты, строит жилье, создает инфраструктуру. Конечно, наши жители – это не только наблюдатели, это и достаточно серьезные цензоры качества реализации этих проектов. И очень много вопросов было по ходу их реализации. Конечно, традиционные лидеры по числу вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство, это жилищное строительство, это транспорт и дороги, это здравоохранение, культура. Но были и новые вопросы. Конечно, все более значимым является качество связи, применение современных технологий, и этому уделялось тоже большое значение. Особенно в наших арктических территориях, где зачастую качество связи, логистика, транспортная доступность являются основными факторами удобства. Поэтому я благодарю всех жителей республики за активнейшее участие, за их такую позицию. Зачастую вопросы были острые, но то количество предметов для обсуждения, которые в этот раз мы коснулись, показывает то, что большая часть работы уже проведена, но впереди остается достаточно много путей для улучшения качества жизни якутян. Спасибо. Все для блага населения – это незримый посыл национальных проектов, инициированных президентом страны. Одно из направлений – это строительство социальных объектов, современных школ, детских садов, больниц, домов культуры, стадионов. И более подробно мы смотрим в нашем видеоматериале. В Якутии активно реализуются национальные проекты, которые были инициированы Владимиром Путиным. В 2023 году по линии нацпроекта здравоохранения в Якутии введены в работу 18 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретена 71 единица различного автотранспорта и 43 единицы медицинского оборудования. Помимо этого введены в работу пристрой республиканской больницы номер 3 в столице республики и поликлиника Таттинской центральной районной больницы в селе Итыкёль. Всем итыкёльцам самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения. Это пойдет на пользу и всем жителям. Но таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше. Весь прошлый год шло активное завершение строительства и оснащения оборудованием Якутского республиканского онкологического диспансера. Владимир Путин принял участие в открытии в режиме ВКС. Главная задача, уже об этом говорилось, сбережение народа России, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни. То, что в Якутии вы добились такого положительного интегрированного показателя, как продолжительность жизни, которая стала выше, чем в средней по стране, это здорово, я вас поздравляю, это просто реальный результат. По национальному проекту образования в прошлом году построено 13 школ, введено 6 детских садов на 360 мест и создано 66 центров образования «Точка роста». В текущем году продолжается строительство школ, адаптивного кластера и пристроев к школам.
Инфраструктура системы образования развивается, строятся детские сады, школы. Мы обязаны будем обратить свое пристальное внимание на инфраструктуру детских лагерей летних. В этом плане нам необходимо будет расширить работу. По нацпроекту «Культура» в прошлом году построено 2 клуба, проведен капитальный ремонт в 12 учреждениях культуры, создано 6 модульных библиотек и 17 кинозалов. Отметим, якутские кинокартины заработали в прокате рекордные 100 миллионов рублей. Якутские фильмы в дальнейшем должны развиваться в техническом плане. Именно поэтому мы отстаивали строительство многофункционального кинопавильона. Для ввода в эксплуатацию технологического центра мы должны уже сейчас начать думать о пользовании искусственным интеллектом во всех аспектах, потому что это направление может помочь дальнейшему развитию. Якутия – лучший регион по продвижению киноиндустрии в России. По поручению президента будет построен кинопавильон, который станет центром индустрии для всего Дальневосточного федерального округа. В текущем году планируется ввести рекордное число объектов социальной инфраструктуры. Всего 76, из них 36 объектов в рамках национальных проектов. Кирилл Евгеньевич, вам слово для комментария, пожалуйста. Ну, хотелось бы прежде всего отметить, что наша главная задача правительства – это повышение качества жизни якутян. Благодаря национальным и федеральным проектам, которые реализуются при поддержке и по инициативе президента Российской Федерации, конечно, нам очень много удалось сделать, но и достаточно много всего предстоит. Хочу сказать, что если мы берем цифры, то за 5 лет в рамках национальных проектов было освоено порядка 140 миллиардов рублей федеральных средств. И в целом национальные проекты с участием нашего республиканского бюджета освоили 190 миллиардов рублей. Это, конечно, цифры, которые для нашей республики абсолютно беспрецедентны. Если мы возьмем прошлый год, то в прошлом году было введено 57 социальных объектов. Это и объекты образования, и младшего, и среднего образования, это объекты здравоохранения, это объекты культуры, объекты спорта. Ну и, конечно, отмечу, что благодаря этим программам, благодаря национальным проектам, республика сейчас испытывает настоящий строительный бум. В прошлом году было введено 705 тысяч квадратных метров жилья. Это беспрецедентные цифры за многие годы. И в этом году мы не будем сбавлять темпы, примерно такой же объем будет вводиться. В целом наш строительный комплекс нацелен на то, чтобы в короткие сроки, в ближайшие годы, выйти на объем 1 квадратный метр на человека в год. Ну, я считаю, что это задача амбициозная, но, согласитесь, вполне выполнимая и очень нам необходимая. Если мы берем крупнейшие объекты, то вот как сейчас вы увидели, самым знаковым объектом был ввод в эксплуатацию онкологического центра в городе Якутске. Это долгожданный объект, который многие-многие годы обсуждался. 10 лет назад об этом мечтали, потом планомерная работа главы республики. Ну и, конечно, безусловно, без поддержки руководства страны такие проекты не могли бы быть реализованы. И вот он введен в эксплуатацию. Вы помните, что раньше это был объект на 25 коек. На месте находилось старое общежитие, а теперь это самый современный на Дальнем Востоке онкологический центр, который будет обслуживать более 50 тысяч пациентов в год и, конечно, предлагать самую современную помощь, поскольку установленное там оборудование, оснащение является суперсовременным на сегодняшний день по самым высоким стандартам. Конечно, мы понимаем, что демографический рост, который испытывает республика, он, с одной стороны, увязан с теми условиями, которые уже созданы в эти годы для рождаемости, для того, чтобы семьи могли развиваться, расти. Но это и дополнительные цели, дополнительные задачи, которые встают перед правительством для того, чтобы обеспечивать многодетные семьи, для того, чтобы обеспечить все необходимые инфраструктуры, чтобы строить новые школы, чтобы не было очереди в детские сады, и дальше развивать, конечно, систему здравоохранения, которая обеспечивает нам, и мы эти показатели уже сегодня видим, продолжительность жизни и качество жизни. То есть я не буду сейчас детально говорить о всех задачах, всех национальных проектов, мы с вами сегодня достаточно плотно еще пообщаемся, но хочу сказать, что многие национальные проекты, которые на следующие периоды вот сейчас были анонсированы
в послание президента страны, будут трансформированы с учетом тех реалий, которые сегодня происходят. То есть те результаты, которые были достигнуты, они предполагают дальнейшее движение для того, чтобы, повторюсь, жизнь стала наиболее комфортной. Спасибо. Бесспорно, вне всякого сомнения, строительство новых школ, детских садов – это вклад в будущее республики. За 2023 год построено 13 школ и 6 детских садов. И хочется верить, что дальше эти цифры будут только расти. Узнаем об этом у заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Анатолия Аскалоновича Семенова. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Поздравляю всех наших девушек с наступающим 8 марта. Действительно, республика за последние 5 лет сделала огромный рывок в части строительства объектов образования. Вдумайтесь только в эту цифру. 142 объекта образования построено за 5 лет. Это 61 школа, 75 детских садов. Это спортивные объекты, это объекты среднеспециального профессионального образования. И самое главное, я считаю, что за последние 2 года мы начали, наконец-то, сдвинули с места большой вопрос, это ремонт наших школ. То есть 75 объектов мы отремонтировали, и мы не намереваемся останавливаться на этой цифре. Мы в новом нацпроекте, вот вы слушали послание президента страны о том, что в новом национальном проекте эта программа продолжится, и мы помимо ремонта школ начнем ремонтировать и детские сады, и наши колледжи. Только в этом году, в 2024 году, мы построим 30 объектов образования, это 18 школ, 6 детских садов, и вот впервые за много лет мы ведем объекты дополнительного образования, это круглогодичный центр отдыха для детей «Полярная звезда» в городе Якутске и дворец детства в городе Мирном. Ну, конечно, объектами мы только останавливаться не будем. Главная задача, которую Арсений Сергеевич нам ставит, это повышение качества образования. В этом направлении, помимо новых введений по выплатам стабальникам, в этом году начнутся выплаты нашим олимпиадникам. Победителям всероссийских олимпиад будут выплачиваться 500 тысяч рублей, призерам 100 тысяч рублей. Будет выдан сертификат старшеклассникам на получение первой профессии, это 20 тысяч рублей. И будет внедрена карта юного жителя Якутии на получение дополнительного образования 5 тысяч рублей. Ну и, конечно, мы продолжим важные такие образовательные программы, как «Земский учитель», «Учитель Арктики». Мы будем работать над выравниванием, повышением заработной платы молодых учителей и воспитателей детских садов. Эту задачу нам глава республики поставил. Ну и, конечно, в этом году объявлен главой республики годом детства, и главная наша задача – это благополучие и всестороннее развитие наших детей. Давайте поблагодарим Анатолия Аскалоновича. Несомненно, что развитая экономика – это показатель стабильности роста региона. Цепочка роста экономики – это появление новых рабочих мест, и отсюда, как следствие снижения безработицы, повышения уровня доходов населения, наглядно показывает успехи в этом направлении. Ведь экономика республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Реализуется действительно грандиозный проект. Вот только 2 примера. Построено 5 обогатительных фабрик на Эльга-угле. Начато строительство Тихоокеанской железной дороги. По всей республике продолжается расширение производственных мощностей и инфраструктуры. Таким образом создаются, еще раз, новые рабочие места, появляется возможность пройти обучение и трудоустроиться на промышленные предприятия местным кадрам. Экономика республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. В 2023 году валовый региональный продукт Якутии оценивается в 2 триллиона 301 миллиард рублей, рост на 3,5%. Обновлены рекорды по добыче нефти и газа. Знаковым событием для Якутии стало начало добычи в 2023 году нового вида продукции. Отгружено 450 тысяч тонн железной руды на Севаглинском месторождении резидентом ТОР «Южная Якутия».
более 5,5 миллиардов рублей вложено только в твердые полезные ископаемые, геологоразведку. А это золото, это серебро, это полиметаллы, это железные руды, что пройдены сотни тысяч погонных метров для поиска углеводородов и твердых полезных ископаемых. Да, для профессионального сообщества это погонные метры, это кубометры, а для людей это работа сегодня, работа для них и в ближайшей перспективе, работа завтра, работа для их детей и внуков. Удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. Среди значимых крупных инвестиционных проектов выделяется освоение Эльгинского угольного месторождения. Введены в эксплуатацию 5 обогатительных фабрик общей мощностью 24,5 миллионов тонн угля в год. Из них 4 в 2023 году. В 2024 году планируется ввести 2 фабрики по 7 миллионов тонн угля каждая. В Южной Якутии продолжится расширение производственных мощностей и инфраструктуры. Все это новые рабочие места для жителей республики. Есть возможность пройти обучение и трудоустроиться на промышленные предприятия. Например, в рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроены более 11 тысяч жителей республики, в том числе более 6 тысяч молодых граждан до 35 лет. Участниками проекта стали 47 компаний, в числе которых «Алроса», УК «Колмар», «Алмазы Анабара», а также новые участники проекта «Сахаэнерго» и «Дороги Арктики». По программе «Местные кадры в промышленность» попал сюда, получается, в 2019 году, первый заезд, и по сегодняшний день работаю по районам, да, там, где разведка, там, где топографическая съемка, такие вывозки есть. Работа очень интересная. Наш объем горной массы достиг исторических максимумов. Мы не вынимали столько никогда в истории и советской, и российской алмазодобычи. Поэтому все профессии по всей линейке, они будут, безусловно, востребованы на достаточно широкую перспективу. В 2023 году уровень общей безработицы в Якутии снизился до 5,7%, достигнув наименьшего значения за последние 30 лет. Численность занятых в экономике увеличилась на 17,6 тысяч человек и составила более 487 тысяч человек. Для достижения национальной цели по снижению бедности 28 сентября 2023 года подписан стратегический указ главы Республики Саха-Якутия о мерах по борьбе с бедностью в Республике Саха-Якутия. К 2029 году планируется сократить уровень бедности в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Я напоминаю нашим телезрителям, что наш эфир можно смотреть на наших каналах, также на площадках ВКонтакте и YouTube, и по республиканскому радио. А сейчас давайте послушаем комментарий первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Джилстана Анатольевича Борисова. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые якутяне. Поздравляю прекрасную половину нашей республики с наступающим праздником весны, с праздником 8 марта. Действительно, наша республика с 2019 года лидирует по объему валового регионального продукта в Дальневосточном федеральном округе и формируя 25% ВРП округа. Сегодня промышленность является основным сектором нашей республики и в структуре ВРП составляет 61%. Из них 56% – это добыча полезных ископаемых. Всего на предприятиях промышленности нашей республики трудятся более 100 тысяч якутян. Именно благодаря труду этих людей ставятся новые рекорды по добыче, строятся новые объекты, дороги, и сохраняется лидерство республики в нашей стране. Также в рамках проекта, как уже говорилось в видеоролике, «Местные кадры в промышленность» на предприятиях трудоустроено более 11 тысяч якутян. И всего за время реализации проекта 50 тысяч якутян нашли работы на производственных объектах. Республика также лидер на Дальнем Востоке по социальной газификации и занимает 5-е место в России. В 2023 году выполнены рекордные 2907 подключений домовладения к газу и построено 3530 газопроводов к домам наших жителей. Якутия также занимает 1-е место по алмазам
второе по добыче золота, третье по добыче угля, пятое по нефти и газу. Мы планируем сохранить набранные темпы развития промышленности, и фундаментом этому служат наши профессиональные кадры в области нефтегазовой области, горнорудной промышленности, а также крупный минерально-сырьевой потенциал России. Геологическая изученность республики составляет всего 12,6%. Крупнейшие промышленные предприятия республики обеспечивают более 58% налоговых поступлений в консолидированный бюджет нашей республики. Так, собственные доходы консолидированного бюджета в прошлом году составили 263 миллиарда рублей. Это ростом на 35% к 2022 году. Традиционно наша компания «Алроса» является лидером промышленности, обеспечивая 32% дохода бюджета. По объему налогов, направленных в федеральный бюджет, республика продолжает лидировать на Дальнем Востоке. В 2023 году в экономику привлечен объем инвестиций в основной капитал, рекордный объем 722 миллиарда 300 миллионов рублей. В 2023 году в республике запущены новые объекты. Месторождение полиметаллических руд, фабрика в Верхнем Янкиче в Тампонском районе, новые фабрики на Эльгинском месторождении, строительство золотоизвлекательной фабрики «Селигдар» на месторождении Хвойное. Впервые произведена отгрузка железной руды Севаглинского месторождения. Началась подготовка стройплощадок рудника «Мир глубокий». Но главная задача правительства – это повышение качества жизни якутян. Стратегические цели и задачи республики напрямую связаны с посланием президента, озвученные в феврале этого года. Якутия сделала ставку на человеческий капитал как фактор экономического роста и развития региона. Это прежде всего повышение доходов якутян, поддержка семьи и детства, обеспечение надежности инфраструктуры, развитие местного производства товара и услуг. Всего в республике в 2023 году построено, как уже говорилось, 57 социальных объектов, включая 30 по линии нацпроектов. Рост реальных располагаемых доходов денежных населения в 2023 году по оценке составил 104% к 2022 году. Спасибо. Спасибо, Рустам Анатольевич. И мои коллеги говорят, что готовы подключить первый звонок в студию. Говорите. Алло. Алло, ütüye kehenden. Здорово, Мен хаңалас маяктан Федора Наумова тәрәтәләргә ирдәнәр рабочий идага үйренәк туһунан кимтән кантан билякка сөбей бу валаттарга дене итабыт. Ага. Куда можно обратиться для переобучения на востребованную рабочую профессию? Хотя переводить, наверное, не стоило, да, Рустам Анатольевич? Да. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» для прохождения бесплатного обучения все категории граждан со статусом занятый, безработный и достигшие 16-летнего возраста могут обратиться в Центр занятости по месту жительства. Обучение начинается с 1 апреля текущего года. Специалисты Центра подберут профессию для обучения и помогут трудоустроиться. Например, трудоустроить могут в такие предприятия, как Колмар, Алдан Полюс, Золото Селигдара, Эльгауголь и так далее. На сегодня наиболее востребованные профессии машинист бульдозера, машинист экскаватора, водитель различных категорий, ну и так далее. В период обучения оплачивается стоимость проезда до места обучения и обратно, проживание во время обучения и медосмотр. Также бесплатное обучение можно пройти по программе национального проекта «Демография». Обучение могут пройти граждане в возрасте от 50 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, работники, находящиеся под угрозой, под риском увольнения, молодежь до 35 лет, безработные граждане, беженцы, граждане из Украины, участники СВО и члены их семей, и граждане с инвалидностью. По проекту «Демография» возможность обучения шире. Сюда входят все востребованные рабочие специальности. В 2023 году одним из работодателей выступили Эльгауголь, Алмазанабара, ГУП ЖКХ и бюджетные организации. Здесь граждане также могут обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
Спасибо. Спасибо, Дилс Анатольевич. Мы продолжаем наш эфир. Даже находясь под давлением санкций, экономика России показала свою устойчивость во время специальной военной операции, консолидировав все общество и регионы огромной страны. Республика продолжает оказывать меры поддержки своим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Уже давно существуют опорные пункты в Донецкой Народной Республике, и недавно открылся опорный пункт и в Луганской Народной Республике. Именно сюда попадает вся гуманитарная помощь и помощь от республики, начиная от блиндажных свечей и спальных мешков и заканчивая тепловизорами, обмундированием, пологами, медикаментами. В общем, все то, что так необходимо нашим бойцам на передовой. Ежедневно несколько машин из опорных пунктов отправляются в расположение частей, в которых служат бойцы из Якутии. Каждый воин знает, стоит обратиться с заявкой к представителям опорных пунктов, и в ближайшее время необходимые вещи или оборудование будет доставлено. Мобилизация началась, с тех пор мы уже каждый месяц получаем гуманитарку. Не только в плане одежды, но там антидроны, квадрокоптеры, там даже бывает, что «Сокол» привозили и, конечно, машины. И вот даже другие области, амурские, еврейские, они даже сами говорят, что Якутия вот одна из лучших, скажем, вот в плане гуманитарки. В тылу, на родине, для участников СВО и членов их семей действуют беспрецедентные меры поддержки. Это и бесплатные путевки на лечение, и льготные места в учебных заведениях, и денежные выплаты, и приоритетное право при устройстве на работу. Всего 28 мер поддержки. А мы какую задачу ставили главы? Да, для того, чтобы, вот как есть понятие, одно рукопожатие. То есть вот главы республики для решения проблем вот мам и жен, для обеспечения крепкого тыла одно рукопожатие. То есть практически каждую неделю мы докладываем о проблемах, которые есть. Если мы сами не в состоянии решить, то, соответственно, значит, нам помогает глава. Так он интересуется, мониторит, что происходит, и практически знает, что происходит практически в каждой семье. А чтобы их получить, без очереди, практически в режиме одного окна, в Якутске с июня 2023 года открылся филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Задача фонда – это оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки, по лечению, по обучению новым специальностям, по трудоустройству. За 2023 год за помощью в решении различных вопросов в фонд обратилось более 3500 граждан из числа участников СВО и членов их семей. Всего поступило более 9000 вопросов. Из них на конец 2023 года положительные решения получили более 84%. С начала военной операции мы, вот родители, жены, семьи мобилизованных очень волновались. Мы даже не знали, куда подойти, кому подойти, что сказать, кто нам поможет, где наши сыновья. Вот такие вопросы волновали. И то, что вот открыли такой фонд, это очень хорошо. И надеюсь, все, кто сталкивались вот именно с спецоперацией, найдут свои ответы. Благодаря активной позиции якутян, которые вступают в волонтерские команды, собирают гуманитарный груз, плетут маскировочные сети и изготавливают блиндажные свечи. Благодаря правительству республики, которое держит руку на пульсе и незамедлительно реагирует на любые потребности на фронте и в тылу, благодаря тому, что в родной республике семьи бойцов находятся под опекой государства, сами бойцы проявляют мужество и отвагу на поле боя. И на сегодняшний день 6 якутян удостоены высшей награды страны – Золотой звезды Герой России. Кирилл Евгеньевич, давайте прокомментируем видеоматериал моих коллег. Уважаемые друзья, прежде всего хотел бы отметить, что с самых первых дней, самых первых часов специальной военной операции якутяне с большим патриотизмом, с большой волей принялись защищать родную страну, родную землю, отстаивать наши интересы и, конечно, проявлять геройство, настоящее геройство. И я хотел бы с большой честью и с гордостью отметить тех наших граждан, которые стали героями России и проявили совершенно неизгибаемую волю на полях специальной военной операции. Это лишний раз говорит о том, что у нас Якутия – это место патриотической силы,
И якутяне, мы знаем, и в период Великой Отечественной войны, как они отстаивали рубежи нашей Родины, отважнейшие защитники родной земли. Поэтому, конечно, для нас одной из основных задач сейчас является помощь и поддержка воинам и их семьям. И, кстати, заодно хотел бы поблагодарить всех, кто принимает в этом деятельное участие. Равнодушных нет. Равнодушных действительно нет. Это и касается и населения, жителей, и предприятий республики, которые оказывают всестороннюю поддержку воинам и их семьям. Хочу сказать, что правительство в ежедневном режиме принимает новые меры. Ну, как уже было сказано, в 2023 году заработал фонд «Защитники Отечества», был принят единый стандарт поддержки воинов и их семей. Оказывается, поддержка и реабилитация, и система реабилитации уже действует. Конечно же, очень важно отмечать, что каждым регионом принимаются и свои меры, которые дают дополнительную поддержку своим воинам-участникам. У нас в республике, например, это льгота на транспорт, вне зависимости от его мощности, объема для участников. Это льгота по газификации, субсидия по газификации домов. Сегодня она составляет 150 тысяч рублей. Мы рассматриваем ее увеличение. Ну и, конечно, это такие виды, как предоставление земельных участков для воинов и их семей. И то, что было анонсировано президентом страны во время послания, это специальная программа «Время героев». Это специальная кадровая программа, которая обеспечивает трудоустройство вернувшимся воинам и образование, дополнительное образование для того, чтобы они могли повысить свою квалификацию и сразу получить ту работу по профессии, которую они имеют. Это, я считаю, что очень важная мера, действительно, и которая помогает им семьям, прежде всего, быстро встать в гражданский строй. Поэтому эта позиция, эта политика руководства нашей республики, главы республики, остается одной из профилирующих для нашего правительства. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что ни один случай, ни одна заявка на такие вот действительно меры поддержки не остается нерассмотренной. Рассматриваются напрямую правительством, вплоть до руководства правительства, персонально каждый случай. Поэтому я вас уверяю, поддержка оказывается мощная, и она будет продолжена. Спасибо еще раз председателю правительства. И у нас на связи постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрей Сандаминович Если говорить Федотов. о работе Единого координационного центра по оказанию содействия нашим военнослужащим на территории специальной военной операции и восстановительным работам гуманитарной поддержки новых регионов Донбасса и Новороссии, надо сказать, что за эти 1,5 года после создания ЕКЦ сотрудники выработали специальную систему, которая сегодня отличается от всех остальных систем других регионов. У нас 2 опорных пункта на территории специальной военной операции в Донецкой и в Луганской народных республиках. У нас сегодня идут активные работы восстановительные в городе Докучаевске, потому что мы закончили полностью планы свои, реализовали в городе Кировском, и как одну из самых организованных команд нам предложили помочь городскому округу Докучаевск, который только недавно был на линии фронта и, конечно, требует особого к себе отношения. Наши бойцы буквально вот недавно, 23 февраля, к Дню защитника Отечества, получили подарки от Илдархана Асия Сергеевича Николаева. Лично каждому было доставлено почти 5000 подарков. Сегодня устанавливаются связи с теми контрактниками, которые заходят сегодня для своей службы на территорию специальной военной операции. Ну и самое главное, конечно, мы сегодня поддерживаем ежедневные отношения с нашими бойцами,
с их близкими, семьями, друзьями, сопровождаем раненых в госпиталях. И эта система, которая в том числе активно завязана на гражданские наши организации, патриотические, добровольческие, благотворительные организации, которые есть в каждом муниципалитете нашей республики. И они все вместе обеспечивают ту поддержку, прежде всего моральную поддержку нашим бойцам. А это сегодня очень необходимо. Они это чувствуют, и боевой дух сегодня наших солдат на высоте. Об этом говорят и те новости, которые мы получаем в последнее время. Еще два наших воина, майоры, военнослужащие, офицеры удостоены звания Героя Российской Федерации. Сегодня уже 6 наших ребят вносят это высокое, самое высокое звание нашей страны. Спасибо, Андрей Сандомирович. И коллеги говорят, что очередной звонок от нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте, Андрей Сандомирович. Меня зовут Мария Терешкова, я из района. У меня вот такой вопрос. Как получить республиканские меры поддержки, если семья временно проживает не на территории региона, но боец призывался именно из Якутии и именно из Верхоянского района? Ну, наверное, переадресуем Георгию Михайловичу, наверное, да? Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие якутяне. Как здесь было уже отмечено, с самого первого года проведения специальной военной операции были приняты указы главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева, которыми были введены ряд мер поддержки, в том числе и денежные выплаты, которые были установлены как самим военнослужащим, так и членам их семей. На сегодня эти меры, они существенно расширены. Как сказал Кирилл Евгеньевич, правительство республики в прошлом году работало над приведением под единые стандарты наших региональных мер социальной поддержки в соответствии с теми рекомендациями, которые были выработаны федеральной группой под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Анатольевича Турчака. Что касается вопроса телезрительницы, если члены семьи, дети, очень большой комплекс мер установлен именно детям, проживают на территории Республики Саха-Якутия, то они все меры, которые определены указами главы республики, получают вне зависимости от места проживания или призыва военнослужащего. А если военнослужащий сам был призван и проживал на территории республики, а его члены проживают на другой территории, понятно, что натуральные меры социальной поддержки мы им на другой территории предоставить не сможем, а единовременные денежные выплаты, которые установлены указом главы республики, будет получать сам военнослужащий. Спасибо, Георгий Михайлович. И я хочу отметить один факт. Ни один из отчетов правительства не обходится без вопросов по проблемам, возникающим в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это сектор, работы которого для нас, северян, жизненно важна. Потому с каждым годом введение сооружений новых котельных, водоочистных сооружений, очистных станций, мусорных полигонов увеличивается. Также отдельно хочется отметить, что газификация – это масштабное и социально значимое направление, заданное президентом страны, и что Якутия – лидер на Дальнем Востоке по газификации. Консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей, так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги.
Эти поручения президента страны Владимира Путина были незамедлительно приняты в работу. Только за прошлый год ввели в эксплуатацию 11 котельных, в том числе в арктических районах. К теплоснабжению подключили более 2000 жилых домов. В этом году модернизируют и строят 8 котельных и новые тепловые сети общей протяженностью 15,8 километров. И преимуществами самого завода является, я думаю, что мы учитываем все проблемы, которые здесь решаются при эксплуатации котельных, да. Тем более у нас условия очень суровые, сами понимаете, эксплуатация тоже очень сложная. Это все надо учитывать, и мы очень можно сказать, на короткой ноге с теплоснабжающими компаниями, учитываем их все предложения, новаторские, например, идеи, да, и все это внедряем в жизнь, и еще его с научным сопровождением. Еще одна важная часть коммунальной системы – водоснабжение. В минувшем году ввели 2 крупных объекта. Комплекс системы водоснабжения в селах Амга и Сунтар. В Якутске запустили водоузел номер 5. В июле этого года планируется завершение строительства канализационного коллектора номер 3, который обеспечит чистой водой южную часть и новостройки столицы. Природную воду мы очищаем и до питьевой воды. Это очистка у нас происходит в водозаборных сооружениях, где на каждой стадии технологической очистки мы проверяем качество воды. И, конечно же, в очистке мы тесно работаем с нашими технологами. А также у нас есть очистка, то есть это очистка сточных вод, которые канализационные сточные воды наши. Это у нас на станции биологической очистки. Рекорды и в газоснабжении. В прошлом году голубое топливо подвели к 2907 домовладениям по всей республике. В рамках программы развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годы будут газифицированы населенные пункты вдоль газопровода «Сила Сибири» в Ленском, Алекминском, Алданском, Нерюнгринском районах с охватом более 8000 домовладений. Программа уже вступает в рабочий этот процесс, потому что уже в прошлом году «Газпром» заключил договор на строительство газопровода отвода от села Сибири до ГРС Алекминска и от ГРС до города Алекминска. Контракт уже заключен, и в этом году стройка начнется. Безусловно, суровый якутский климат проверяет всю систему ЖКХ на прочность. Но, несмотря на это, отрасль коммунального хозяйства стойко выдерживает все испытания и продолжает развиваться на благо самого главного – благополучия и качественной жизни якутян. И на этой позитивной ноте и с особой теплотой я передаю слово первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Садовнику. Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Для Якутии отрасль ЖКХ – это не только отрасль, которая обеспечивает благополучие, комфорт населения, но и, наверное, отрасль, которая обеспечивает безопасность населения. И в своем послании наш президент страны Владимир Владимирович Путин особо отметил эту отрасль и отметил, что будет еще добавлено и рассмотрено дополнительно 4,5 триллиона рублей на модернизацию и реконструкцию наших коммунальных систем в целом по стране. Безусловно, мы, Якутия, получаем огромные средства благодаря работе главы региона Арсения Сергеевича Николая, председателя правительства. И в этом плане у нас идет реализация разного проектов, в том числе и «Чистая вода», о котором отметил также наш президент. Президент отметил, что программа «Чистая вода» будет продолжена. В сюжете это показали. Мы с прошлого года реализуем 8 проектов, из них 2 завершили и ждем торжественных открытий. Это в Амге и в Сунтарах. Части 6, которые остались, конечно, активно мы работаем. Это в Алекминске, вторая очередь, в Бердигистяхе, в Нюрбе, в Верхоянском районе. И, конечно, мы обязаны это реализовать. И к концу 2024 года 60% населения будет обеспечено чистой водой. Это наша главная цель в этом году. И также в сюжете было отмечено, что вот реализация
водоузла номер 5, который в столице республики, будет развивать южную часть нашей столицы. И, конечно, подведение таких инфраструктур, реализация той же канализационной системы номер 3, это, конечно, будет в разы, как говорится, помогать и строительной отрасли. Касаясь темы в целом по модернизации, то мы очень много используем разного рода, скажем, финансовых институтов. Это фонд благосостояния, фонд развития территорий. И здесь было отмечено, сколько мы делаем. Это модернизация через фонд национального благосостояния 8 котельных, 16 километров сетей. И дальше мы будем работать в этом направлении. В части казначейских кредитов тоже идет реализация новых путей. В частности, в село Кустур Эбено-Батантайского района мы реализуем и строим котельную на Щепе. В 2023 году мы завершили 11 котельных в заречных районах, где подключили большое количество домов, которых в сюжете отметили. И хочется сказать, что реализация вот этих программ идет и совместно с газификацией. И газификацию мы намерены в этом году реализовать в нескольких районах. Это в Алекминском районе, в Чураптинском районе, в Горном районе, что, безусловно, обеспечит уход от старого метода, скажем, дорогостоящего топлива, таких как нефть, уголь, и эта работа будет дальше продолжена. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. И я напоминаю, что по всем каналам к нам поступает огромное количество вопросов. И один из вопросов, который нам мессенджеры WhatsApp заданы, соотносительно теме выступления нашего спикера, я озвучу. Когда планируется начало газификации населенных пунктов Усть-Алданского улуса? Задают и жители Сырдаха. Да, Рустам Анатольевич. В период с 22 по 24 год правительство республики провело работу по разработке проектно-сметной документации третьего этапа магистрального газопровода Мая-Тюнгюлю-Барагонцы. Из госбюджета на эти цели было выделено более 50 миллионов рублей. В феврале текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы. Магистральный газопровод протяженностью 29 километров с газопроводом-отводом и автоматизированной ГРС обеспечит газификацию сел Бединге, Арылах, Сырдах Усть-Алданского улуса и села Матта Мегино-Кангаласского улуса. Стоимость строительства газопровода составит более 2 миллиардов рублей. Правительством будет продолжена работа по изысканию необходимого финансирования для начала работ по строительству данного газопровода. Спасибо. Спасибо, Рустам Анатольевич. Один из позитивных итогов 2023 года – это масштабная программа переселения из аварийного жилья и рекордные объемы строительства жилья в республике. Жилье строится во всех районах республики, и отдельно хочется отметить строительство в арктических районах, которое было заморожено на протяжении десятилетий. Северное строительство возродилось благодаря национальному проекту президента России. Про строительство хочется сказать много, и поводы для этого тоже есть. Президент Владимир Путин поручил полностью ликвидировать аварийное жилье, которое признано таковым до 1 сентября прошлого года в столице республики. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в срок до 2025 года планируется переселение из аварийного и ветхого жилья свыше 61 тысячи жителей, тем самым ликвидировав свыше 1 миллиона 100 тысяч непригодного к жилью квадратных метров. Подводя итоги 2023 года, можно сказать, что Якутия побила свой рекорд, введя более 705 тысяч жилых квадратных метров, что превышает показатели предыдущего периода на 20%.
Всего в 2023 году было введено 60 многоквартирных домов, в том числе и в столице республики, в новом микрорайоне «Звездный». У нас самая масштабная программа по переселению граждан до аварийного жилищного фонда по Российской Федерации. В квартале «Звездный» строится на сегодня 10 домов. Здесь строится порядка более 1000 квартир. На сегодня имеются контракты на более 550 квартир. Это расселение из различных аварийных домов города Якутска, а также есть квартиры, которые будут переселены из районов нашей республики. По поручению главы Российской Федерации Владимира Путина была утверждена дорожная карта переселения всех граждан Якутской городской агломерации из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года. В настоящее время в список аварийных домов включено 927 многоквартирных домов с общей площадью более 415 тысяч квадратных метров. Для уменьшения их количества в столице республики возводятся 2 новых микрорайона – Спортивный и Звездный, в которые первые жильцы заселились еще в 2023 году. Проживаю я здесь с июня месяца прошлого года. Получили мы эту квартиру как аварийные переселенцы. В квартире у меня очень жарко. У меня приоткрытые окна. Нареканий никаких нету. Большое спасибо за квартиру. Во-первых, там я жила в деревянном доме, в этом аварийном. Я 20 лет с насосом жила. Исключением по переселению граждан из аварийного жилья не стали и арктические районы Якутии. Начиная с 2019 года в Северных Улусах были введены 25 многоквартирных домов, а также продолжается строительство еще 15 домов. В планах у правительства региона строительство порядка 26 жилых зданий в 11 арктических районах. Так, в Верхоянском районе, в поселке городского типа Батагай, по национальному проекту «Жилье и городская среда» продолжается строительство новых жилых домов. В эту квартиру мы переехали в 2021 году по аварийной жилье. Жили, конечно, тоже в многоквартирном доме, двухэтажное здание. Программа у нас началась в аварийном 2014 году нас поставили. Вот в 2021 году нас заселили. Была 3-комнатная, дали тоже 3-комнатную. Только уже в каменные, лучше условий, тепло, хорошо стало. С начала реализации программы было расселено свыше 32 тысяч граждан из 615 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. В нынешнем году правительство Республики Саха-Якутия поставило задачи по вводу в эксплуатацию не менее 690 тысяч квадратных метров, а также по расселению более 5 тысяч человек из более 102 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Кирилл Евгеньевич, в качестве комментария несколько слов. Дмитрий, прежде всего хочу сказать, что, конечно, вопрос переселения наших жителей из ветхого аварийного фонда – это один из ключевых, наверное, моментов. Во-первых, это одна из самых крупных наших программ и по объему финансирования, по охвату и жителей, и территории. Масштаб огромен. Хочу лишь сказать, что по тому этапу, который сегодня действует, по национальному проекту, более 1 миллиона квадратных метров того жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, расселяется. И в конце текущего года программа идет к своему завершению и будет переселено 1 100 000 квадратных метров. По итогам прошлого года у нас выполнение почти 1 миллион уже квадратных метров переселенного жилья. Это 53 тысячи наших граждан, жителей, которые многие годы жили в стесненных условиях, фактически несовместимых с проживанием качества жилого фонда. И эта программа уже понятно, что будет продолжена. Устами президента в послании было объявлено, что она будет продолжена. И мы уже сегодня имеем поручение до конца 2030 года полностью решить проблему аварийного ветхого жилого фонда. Хочу сказать, что на самом деле по поручению главы республики еще
В позапрошлом году мы начали эту программу, в прошлом мы уже подошли к практической ее реализации. Мы начали переселять те дома, которые не вошли во второй этап программы переселения за счет республиканских заемных средств, за счет средств инфраструктурных кредитов. Это кварталы 2, 4, 17 города Якутска. Многим хорошо известная, знакомая эта нумерация. 151 многоквартирный дом, который не вошел в программу этапа 01-01-17, уже начаты переселения. И более того, скажу, что это не только жилье, но и соответствующая инфраструктура, потому что мы понимаем, что, строя жилье, мы должны обеспечивать семьи образовательными учреждениями, детские сады, школы, спортивными учреждениями, культурными учреждениями. Ну и, собственно говоря, поэтому квартал назван спортивным, потому что там будет достаточно большое количество спортивных объектов. Ну и, конечно, многим жителям Якутска известно название квартал микрорайон Звездный, который уже в прошлом году, еще даже в позапрошлом, в 2022 году, ввели первые 7 домов. Туда уже переселились по программе переселения из ветхого аварийного жильцы. И в этом году программа будет не просто продолжена, она активно, она каждый год кратно увеличивается по объему вводимого жилья. И в целом 30 многоквартирных домов общей площадью более 260 тысяч квадратных метров будет построено в микрорайоне Звездный. И уже начато строительство инфраструктурных объектов, уже строится школа на 990 мест, уже строятся спортивные объекты, будет построена поликлиника на 600 мест, детский сад на 315 мест. Ну, в общем, я так по-хорошему, наверное, многие жители завидуют тем, кто переедет в этот суперсовременный микрорайон. Поэтому программа будет продолжена. Программа идет сегодня с опережением. По прошлому году мы выполнили 105% наших планов, поэтому надеемся, и у правительства есть соответствующее поручение главы республики, программу это сделать качественно, в срок, ну и, безусловно, продолжить в дальнейшем эту важнейшую миссию правительства по обеспечению качественным жильем своего населения. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Услышанное напрямую от председателя правительства не может не радовать. И я хочу перейти к еще одному фактору развития региона. Это транспортная доступность. Тем более отрадно, что из года в год современные дороги, безопасные мосты, как артерии, пронизывают дороги нашей большой республики. Видеоматериал. С 2019 года президентом Российской Федерации реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Этот проект является одним из ключевых в дорожной отрасли. На это из федерального бюджета было выделено свыше 8 миллиардов рублей за весь период. В 2023 году дорожникам предстояло ввести 278 километров новых дорог, а сделали рекордные 299 километров. Будет отдельно также уделено особое внимание центральным улицам города Якутска. Особое внимание будем обращать на межмуниципальные дороги, межселенные и, соответственно, отдельное внимание будет уделено крупным городам, таким как Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск. На совещании по развитию дальневосточных городов Владимир Путин дал поручение правительству Якутии по развитию транспортной доступности. Наличие и качество дорог – важнейшая часть отрасли экономики и социальной сферы, так как освоение месторождений начинается там, где есть возможность для доставки полезных ископаемых. Предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска. Мы давно об этом говорим. Также планируется реконструкция федеральной автодороги Колыма. Еще один мост в Якутии должен быть возведен через реку Алдан. Он обеспечит круглогодичное движение по трассе Колыма. Мост через Лену соединит восточную и западную части Якутии, между которыми летом нет сухопутного сообщения. Напомним, что 8 сентября проект моста получил положительное заключение глав госэкспертизы Российской Федерации, что дает возможность перейти к началу реального строительства. На его постройку предусмотрено 42 миллиарда рублей в федеральном бюджете. Кроме того, за 2023 год были введены в действие 3 моста. Первый через реку Менкюле и Томпорук в Тампонском районе и второй через реку Нюя в Ленском районе. Конечно же, основной такой стержневой
момент этого плана, его транспортная составляющая, Итальянский мост, который соединит у нас воедино 3 федеральные дороги, 5 региональных, речной порт, аэропорт, железнодорожную станцию Нижний Бестях. Якутию можно смело назвать единственным регионом России, где транспортная инфраструктура модернизируется и строится огромными темпами. Всего в настоящее время в Якутии идет реконструкция и завершаются работы на 14 объектах. Введены аэровокзалы в Сангаре, в Хандыге, Устнера уже закончена. Реконструирована полоса самого дальнего населенного пункта Черского. Открылся новый аэровокзал в Нирингри. Действительно, тут у нас был подтопляемый участок, да, в связи с этим было принято, проектно-сметная документация была предусмотрена уплотнение и также поднятие уровня взлетно-посадочной полосы, и также у нас берегоукрепительные работы предусмотрены, и также еще патрульная дорога и ограждение предусмотрены в рамках реконструкции взлетно-посадочной полосы. Реализация этих проектов будет способствовать развитию высокотехнологичных и креативных индустрий, а также туризма. Это поможет привлечь в Якутск инвестиции и человеческий капитал, чтобы достичь главной задачи пространственного развития города – сделать его самым комфортным в мире для проживания в вечной мерзлоте. После просмотра видеоматериала коллег хочется отметить, что и воздушный транспорт из-за принимаемых мер – это строительство аэропортов, ремонт взлетно-посадочных полос, увеличение субсидий на авиабилеты становится более доступным для якутян и также для северян. И сейчас я передаю слово первому заместителю председателя правительства республики Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Пожалуйста. Спасибо. Действительно, вот по программе развития региональных аэропортов Якутия реализует масштабные проекты. Уже в сюжете сказано, что мы 10 аэропортов ввели, 4 уже остаются. Это Уснера, Полярный, Алекминск и Мирный. Безусловно, эта работа будет продолжена и в кратчайшие сроки будет реализована. Кроме этого, у нас есть субсидирование авиабилетов. Это вот благодаря поддержке и инициативе главы региона. Также по федеральной программе для дальневосточников в целом по субсидированным авиабилетам воспользовались 60 тысяч и 0,5 населения нашей республики. Кроме этого, у нас внутри региональным авиарейсам есть субсидирование билетов. Это арктические районы. В целом 34 тысячи человек этим воспользовались. И очень хороший отклик получает. И мы, как правительство, по поручению главы, будем продолжать эту программу. В целом, кроме этого, после реализации дополнительно 4 аэропортов, правительством ведется работа с федеральным центром, реализация дополнительно еще 14 наших аэропортовых комплексов. И мы очень надеемся, что федеральный центр, понимая наши территории, наши масштабные, сложные логистические истории, поддержит Якутию. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. И коллеги докладывают еще об одном телефонном звонке, который готов поступить в нашу студию. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Бочаров, Мирнинский район, поселок Айхал. Для нас, северян, скоро наступает сезон отпусков. В связи вот с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта Полярный в городе Удачном опасаемся проблем с вылетами. Я так понимаю, да. Продолжим. Спасибо за вопрос. Речь идет о аэропортовом комплексе Полярный города Удачного, где действительно будет проходить реконструкция аэропортового комплекса. И здесь нами планируется в рамках поручения руководства республики стыковочные авиарейсы. И по нашим подсчетам это будет где-то 29 тысяч населения, пассажиропоток. И все это будет организовано. И эта работа будет организована с лета до конца года. Конкретно это с июля по декабрь. И в это время все это будет организовано, я считаю, что нормальным образом, что жители во время отпусков они не будут испытывать какой-то, скажем,
определенный дискомфорт. Будет, конечно, но это все равно исходит из того, что вот модернизация аэропортового комплекса, вот, о котором идет речь, она уже созрела и она необходима. Сегодня мы считаем, что работа к началу этого сезона для жителей оно будет организовано с нашей стороны. Спасибо. Мастер-план развития городов Якутска и Нерюнгри, про который был вопрос, был утвержден в сентябре 2023 года президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это важнейшие документы, которые задают темп, вектор развития двух крупнейших городов республики. Видеосюжет. Программа модернизации дальневосточных городов, принятая по поручению президента Российской Федерации, это самая большая и важная работа, которую нам предстоит в ближайшие годы сделать. Важный итог 2023 года – вектор, проложенный в будущее. Утверждение мастер-планов развития до 2030 года для Якутска и Нерюнгри. Мастер-планы были созданы по инициативе президента России Владимира Путина. В сентябре прошлого года глава государства утвердил эти базовые документы. Мастер-планам предстоит изменить не только облик, но и суть дальневосточных городов. При этом в числе принципов формирования мастер-планов специалисты учли, что город – это единый организм, но каждый живет в своих реалиях и имеет свои особенности и уникальные цели. На эти цели республика из федерального бюджета получит 3,3 миллиарда рублей. Я считаю, что работа у нас уже реально идет, причем она началась сразу после поручений нашего президента. Мы сейчас по городу Якутску реально до конца года должны закончить благоустройство наших крупных общественных пространств. Ну и в целом, конечно, мы никоим образом не собираемся останавливаться, начиная от нашего глобального проекта строительства моста, по которому тоже подготовительные работы уже сейчас идут, заканчивая уже вопросами строительства детских садов, школ, ремонта больниц. Все будет в зоне нашего внимания для того, чтобы жизнь в наших городах стала кратно лучше. Так, например, в Нерюнгри почти 500 миллионов рублей из данных средств направят на капитальный ремонт лечебного корпуса Центральной районной больницы, блок А. По итогам реализации мастер-плана медучреждение будет на 100% обеспечено высокотехнологичным медицинским оборудованием. Также запланирован большой объем благоустройства и расселения из аварийного жилья до 64%. Это легендарный город угольщиков, который в последние несколько лет быстро развивается. Основные вопросы, которые ставили перед разработчиками мастер-плана жители Нерюнгри, это медицина и жилье. Мастер-план отвечает на эти вопросы. Еще большее обновление ожидает Якутск. В целом, по итогам проделанной работы согласовано строительство 90 объектов. Это Ленский мост, Межвузовский кампус, кинопавильон, гостиницы, международный терминал аэропорта, объекты городского хозяйства. К 2030 году мы имеем огромную задачу, которую необходимо реализовывать. Радует то, что уже ряд мероприятий, обозначенных в мастер-плане, начали реализовываться. Это еще и 12 школ, 10 объектов здравоохранения, 18 детских садов, 7 объектов спорта, строительство дорог, уличное освещение, автобусы и многое другое. Еще один объект мастер-плана – реконструкция площади Ленина, центра, сердца столицы республики. Несмотря на сильные морозы, работы здесь в самом разгаре, подготовительный этап уже пройден, и в ближайшее время строители приступят к основным работам. Так, здесь появятся малые архитектурные и большие архитектурные формы. Например, справа от меня разместятся 13-метровые СРГ. Позади меня разместится сухой фонтан. Все его коммуникации спрячутся глубоко под землей. Ну а сама площадь вокруг обретет разные места для активного отдыха. В общем и целом, все для качественной и комфортной жизни каждого жителя республики. Слово председателю правительства. Ну, действительно, столь масштабная программа, как мастер-планирование. Оно, кстати говоря, у нас в республике по поручению главы республики Александра Сергеевича Николаева, оно проводится у нас с 2020 года. И на сегодняшний момент оно охватывает не только Якутск и Нерюнгри, но и достаточно большое количество населенных пунктов, городов и сел, поселков. Это 11 мастер-планов, которые на сегодняшний день уже готовы. Это, конечно, Якутск, это Нерюнгри, это Алдан, Томот, Оленек, Чукурдах и другие населенные пункты. Поэтому мы планируем развивать, на самом деле, нашу территорию сбалансированно и равномерно.
Ну а что касается мастер-планов городов Нерюнгри и Якутск, они в рамках вот этих 16 городов Дальнего Востока, программы, которая была инициирована и утверждена президентом России, мы эти проекты защищали там, наши руководители, градоначальники во главе команды, конечно же, Арсений Сергеевич, как глава республики, мы проходили защиту этих проектов, действительно, не просто потому, что для нас это самые крупные 2 населенных пункта, но потому что там большое количество очень капиталоемких проектов. Ведь сегодня политика федерального центра – это такое сбалансированное, равномерное, понятное развитие нашей страны и населенных пунктов. Это не точечная застройка, это не хаотичные проекты, которые реализуются с такими с туманными расчетами и так далее. То есть от этой технологии мы уже давно видим, что отошли и подошли к изначально к формату мастер-планирования для того, чтобы мы определяли взаимосвязи между жильем, между теми местами, где проходит отдых наших горожан, там, где находятся предприятия, там, где находятся точки роста для малого и среднего предпринимательства. Ведь это на сегодняшний день все взаимоувязано. Мы не можем относиться к городу как просто набору жилья или социальных объектов. Это на самом деле увязанная инфраструктура и, по сути, такая экосистема. Поэтому в этой части те документы, которые были приняты, они предполагают конкретные меры по строительству крупнейших объектов в этих населенных пунктах. Если мы берем город Якутск, то, конечно же, самый крупный инфраструктурный проект на Дальнем Востоке, наверное, это сегодня по меньшей мере так. Это строительство мостового перехода через реку Лена. Конечно же, это объект, который включен в мастер-плане, и все, что увязано вокруг этого нового, чрезвычайно нужного нам объекта, оно тоже попало в соответствующие программы и в сам мастер-план. Кроме этого, это новые микрорайоны, это планирование территории, это подъездные пути, это планирование заранее на вырост, что называется, транспортной сети, сети ЖКХ. Это основные социальные объекты, конечно, новый микрорайон, как я уже говорил по предыдущему вопросу, это прежде всего именно своевременное строительство социальных объектов, потому что жилье без социалки – это тоже такая проблема, которую потом приходится решать. Ну и, конечно, мы увидим красивые элементы нашего города. Это площадь Ленина, которая будет преобразована в рамках мастер-плана. Город получит хороший подарок к своему будущему 400-летию. Это и благоустройство набережной озера Сайсары. Это важный объект. Это тоже представляет собой как отдельная экосистема, на самом деле, с очень большим историческим смыслом для города Якутска, для Якутии. Это древний такой очень элемент нашей культуры, поэтому здесь мы, конечно, будем этому внимание большое уделять. И экология. Конечно, город не может развиваться без соответствующих систем ливневой канализации, без экологических программ. И все это, безусловно, тоже увязано в мастер-плане. Ну, отдельно хочу сказать, что наши арктические территории, агломерация Тикси, она также сейчас мастер-планируется, потому что мы, конечно, хотим увязать такую нашу жемчужину Арктики с важнейшей транспортной системой страны, Северный морской путь. И в этой части, конечно, будет очень много зависеть от того, насколько качественно будет сделан мастер-планинг и отстроены объекты необходимой инфраструктуры, которые позволят вернуть поселку Тикси былую мощь, славу и, собственно говоря, сделает его настоящей точкой роста в Арктике. Спасибо. Очень много раз звучит выражение мастер-плана. У нас в WhatsApp вопросы, которые поступают, тоже есть это выражение. Давайте озвучу один из них. В рамках мастер-плана республики идут ремонтные работы в Нерюнгринской центральной районной больнице. Будут ли работы закончены в этом году? Житель Нерюнгри. Я так понимаю, это не... Георгий Михайлович. У нас реконструкция и ремонт основных зданий
Нерюнгринской центральной районной больницы, они начались уже с прошлого года, с 2023 года. Они у нас идут по блокам. Мы разделили, там большой имущественный комплекс, мы их разделили на 7 основных блоков. И всего вот на 2023, на 2026 годы на капитальный ремонт Нерюнгринской ЦРБ предусмотрено более 3 миллиардов рублей. А финансирование этих работ осуществляется в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста на условиях софинансирования как из республиканского и федерального бюджета, в том числе с применением специальных казначейских кредитов. А в текущем году мы запланировали завершение реконструкции и капитального ремонта 3 блоков из 7. И по остальным 4 блокам, как я уже сказал, мы планируем завершить работы до 2006 года. Спасибо. Спасибо. Развитие арктических регионов на особом контроле руководства региона и страны. Проводится на самом деле огромная работа по улучшению качества жизни северян. Это строятся социальные объекты, жилье для привлечения специалистов, проводятся оптоволоконно-оптические линии связи, вводятся в работу торгово-логистические центры, призванные снизить стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости. В Якутии почти половина территории относится к арктической зоне, развитие которой находится в приоритете у правительства республики. Поэтому обеспечить высокий уровень жизни людей, живущих в Арктике, преимущественно необходимо. Так, лишь за 2023 год в арктических районах построено 7 социальных объектов. Достаточно серьезное решение, принципиальное. Это решение по строительству вот такого вот определенного рода стандарта центральных районных больниц, на примере Момской больницы, которая вот откроет двери уже для жителей Момского улуса, для того, чтобы увидеть его в новый проект. Да. Он не такой, как все. Он немножечко другой, он особенный, он для Арктики. А также строительство врачебных амбулаторий ФАПов в арктической зоне. Для повышения качества жизни необходимо обеспечить и широким ассортиментом продуктов по доступным ценам, в том числе свежими овощами и фруктами. Так, всего за последние 2 года в Якутии созданы и введены 8 торгово-логистических центров. Жители районов рады такой поддержке, а работа тем временем продолжается. До 2025 года в планах открыть торгово-логистические центры во всех 13 арктических улусах республики. Очень хорошо, я вообще в шоке, что у нас такой сервис появился. Очень рада. Все доступно, как в городе. Цены очень приемлемые. Очень рада, что открытие именно произошло в нашем улусе. Очень довольна, что такой центр продуктовой продажи у нас в Тикси появился. Постепенно ликвидируется и цифровое неравенство. К высокоскоростному интернету уже подключили самое удаленное арктическое село на Дальнем Востоке. В Юрюнхая Анабарского района торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи. В прошлом году в районе к оптоволокну было подключено село Сыскылах. Сегодня район полностью перешел со спутникового канала на оптические линии. Также недавно к высокоскоростному интернету подключился и Жиганск. За 3-3,5 тысячи рублей можно подключить 50 мегабит. Да, это, если так посчитать, то есть почти в 100 раз цена падает. Цена падает в 100 раз, и, соответственно, можно пользоваться всеми госуслугами. Когда оптика приходит в районный центр, сразу в 2-3 раза увеличивается количество заказов через Почту России. Да, ну и, конечно, цена на доставку таких товаров тоже падает. Тикси Найба будут меняться. Морские ворота Якутии получат свой мастер-план в рамках президентского поручения. Перспективы развития северной агломерации обсудили во время панельной сессии по мастер-планированию опорных населенных пунктов арктической зоны страны на площадке фонда Дом РФ в Москве. Нам кажется важным, чтобы мастер-план Тикси Найба максимально учитывал местный контекст, особенности климатические, особенности культурные, и при этом был готов к развитию высокотехнологичной инфраструктуры, которая как раз требуется для перехода Севморпути, проект такого глобального трансконтинентального формата.
Развитие опорного пункта в Тикси, строительство торгово-логистических центров, реализация проекта «Синергия Арктики» в ближайшие 2-3 года помогут поднять огромную территорию части Якутской Арктики на другой уровень развития. Качество жизни северян станет другим, и горизонты будущего вполне обозримы. Я напоминаю, что наш эфир транслируется по всем каналам нашей компании на Республиканском радио, в площадках ВКонтакте и YouTube. И после просмотренного видеоматериала я с огромным удовольствием передаю слово заместителю председателя правительства республики Ольге Валерьевне Балабкиной. Добрый вечер, уважаемые жители родной республики. Конечно же, 13 наших арктических улусов находятся в зоне внимания как президента страны Владимира Владимировича Путина, так и руководства республики. И те действия, итоги которых мы подвели в 2023 году, говорят о достаточно четкой, планомерной пятилетней политике, достаточно выровненной, достаточно сдержанной и работающей на каждого жителя, который работает в Арктике. Изменения, которые произошли в Арктике в 2023 году, итог, который мы подводили, они коснулись практически всех сфер жизни наших граждан. К таким изменениям необходимо отнести новую модель осуществления услуг здравоохранения в территории арктических улусов. Ни для кого не секрет, и мы это признаем, что обеспечение кадрами медицинскими, иными кадрами в арктических улусах достаточно тяжело обеспечить в условиях тех сегодняшних реалий, в которых находится территория. В связи с чем главой республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаевым было принято совершенно правильное решение, уникальное, не имеющее аналогов сегодня во всей стране. Это решение об обеспечении медицинскими кадрами, которые будут, находясь в городе Якутске, периодически прилетать для осмотра жителей. И сама по себе оказание этой услуги, оно подразумевает не только диспансеризацию, профилактический осмотр, к которому мы привыкли и ранее, как будто бы из советского прошлого, но это прежде всего и возможность осуществления и медицинской помощи на месте. Уже специалистами, которые в последующем через систему интернет-связи могут обеспечивать и ведение больного дальше. Так, только за 2023 год почти 34 тысячи граждан республики, из них 1/3 ребятишки были непосредственно в Арктике осмотрены и оказаны медицинские услуги. Необходимо обратить внимание, что дальше на территории Арктики продолжается реализация проекта по оздоровлению и отдыху детей с вывозом для получения нашего, так сказать, солнечных приветов для этих ребятишек. И около 300 детей арктических улусов мы продолжаем вывозить, и в этом году их количество будет, безусловно, увеличиться. Необходимо обратить внимание и на строительство социальных объектов в арктической зоне, не акцентируя прежде всего внимание на то, что стройка в Арктике является одной из самых сложных с точки зрения себестоимости тех работ, которые осуществляются в Арктике. Тем не менее, в 2023 году, как уже сказал Кирилл Евгеньевич, председатель правительства Республики Саха-Якутия, мы смогли все-таки построить 7 социальных объектов, несмотря на сложности. И в этом году буквально, наверное, через некоторое время будут открыты двери Центральной районной больницы Момского улуса. Само решение не было простым о его строительстве, так же как и само строительства. В связи с чем обращаем внимание и на то, что, и на это уже сегодня не раз говорилось, и это чувствуют непосредственно жители Арктики, принять решение о сносе ветхого аварийного жилья в Арктике, начинать там строительство многоквартирных жилых домов, также достаточно сложное, но оно принято. Сегодня в персональных поручениях главы Республики Саха-Якутия правительству определить источники и возможности снижения стоимости строительства в Арктике. Это тоже опыт сын ошибок трудных, мы приходим к нему и будем в любом случае в данном вопросе его продолжать. Конечно же, я не могу не сказать об том, что и поблагодарить тех, кто работал над таким крупнейшим проектом, как непосредственно ликвидация последствий, которые у нас были на хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики. Этот проект по чистой воде, по чистой Арктике, который реализуется и в дальнейшем, в том числе и по сбору металлолома, мы будем делать все для того, чтобы Арктика была более чистая. Ну и, конечно же, какова безопасность продовольственной Арктики на сегодня? Наверное, базовым качественным показателем работы правительства и соответствующей компании является тот факт, что, по сути дела, в тех торгово-логистических центрах, о которых сегодня говорили не раз, на настоящий момент, наверное, не зря люди говорят спасибо, женщины
женщина уже не раз, да, так уже вирус находит по всей республике. Она говорит, я в шоке. Но действительно, она не может не быть в шоке, потому что средняя цена на продукты в торгово-логистических центрах, она приближена к средним ценам на продукты в городе Якутске. Конечно, будет определенного рода. И это работа не только постоянно вариантов, лежащих на бюджете республики. Это прежде всего работа по правильному выстраиванию логистики поступления этих продуктов в Арктику. Поэтому сегодня большое значение имеет непосредственно и дальнейшее продолжение строительства наших торгово-логистических центров и, соответственно, обратная связь от торгово-логистических центров с точки зрения того, чтобы поддержать производителя и в самих арктических улусах. Мы продолжаем и государственную поддержку коренных малочисленных народов Севера через систему поддержки некоммерческих общественных организаций. Около 9 проектов реализуются и были, по сути, получили гранты и улучшили свою материально-техническую базу 28 кочевых родовых общин. Для них это действительно существенная помощь, потому что это приобретаются и, непосредственно снегоходы, нужные школам, это приобретаются и средства связи. То есть то, что дает непосредственно возможность в дальнейшем детям, которые учатся в Арктике, быть более конкурентоспособными. И, соответственно, я думаю, что будет в этом достаточно большая перспектива у этих ребятишек благодаря этим мерам. Ну и, конечно же, 7 этнологических экспертиз в этом году проведено Министерством Арктики совместно со специалистами, которые определили, мы единственный субъект Российской Федерации, в котором действует этот закон, закон о непосредственно этнологической экспертизе. Он определяет ущерб, который наносится прежде всего территории традиционного природопроживания коренных малочисленных народов Севера общин. Здесь в данной ситуации он сегодня общий ущерб составляет по расчетам этнологической экспертизы порядка 70 миллионов. Все они будут возвращены, соответственно, общинам для того, чтобы они могли восстановить свои места традиционного природопользования. И, конечно, главой республики перед нами поставлены задачи на 2024 год. Это и правильное планирование мастер-плана Тикси-Найба, это и проработка в дальнейшем непосредственно федерального закона, его реализация о Северном завозе, это и строительство торгово-логистических центров в Батагае, в Хану, Омского района, ну и, соответственно, ряд других мероприятий. Конечно же, нельзя не сказать, что Арктике не уделяется внимания. То внимание, которое сегодня уделяется Арктике, оно достаточно серьезное. И человек, живущий в Арктике, это чувствует. А коллеги, которые вернулись с отчетов правительства с арктических зон, они привезли много предложений, среди которых прежде всего предложения по усилению кадров в арктической зоне. И мы будем искать их решение. Спасибо. И в продолжение я хотел бы отметить факт, что как один из социально значимых факторов обеспечения арктических районов высокоскоростным интернетом, в том числе и для привлечения специалистов, стоит в зоне особого внимания руководства республики. Речь не идет о том, чтобы когда высокоскоростной интернет будет в том или ином населенном пункте. Речь идет о том, когда все арктические районы будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Я вопрос, наверное, переадресую Анатолию Скалоновичу. Да, спасибо, Дмитрий. Вы знаете, для нас, якутян, связь имеет особое значение. Наше расстояние между районами, наша транспортная связанность, наша холодная зима сподвигает на то, что вот по данным наших операторов, наш среднестатистический якутянин проводит в интернете время на 3 раза больше, чем среднестатистический россиянин. И с приходом быстрого интернета в отдаленные населенные пункты мы видим не только, вот, как было сказано, снижение стоимости в 100 раз, но возможность пользоваться государственными услугами, можно пользоваться цифровыми сервисами, мессенджерами, социальными сетями, получать медицинские услуги, обучаться, ну и вообще в целом практически в этот населенный пункт приходят все возможности, весь мир, и в том числе работать удаленно. С самого начала Арсений Сергеевич, вот с 2018 года, как став главой республики, он поставил перед нами задачу, чтобы быстрый интернет пришел в каждый населенный пункт. И вы знаете, мы за 5 лет сделали большой рывок в этом. На сегодня 386 населенных пунктов подключено ВОЛС, построено 14 тысяч километров
Мы знаем, что это переходы через реку, это строительство в самых труднопроходимых местах. Такими темпами, поверьте мне, ни один субъект Российской Федерации не может похвастаться. Действительно, это большая работа правительства республики, муниципалитетов, операторов связи. И как вот Дмитрий отметил, да, действительно, вот у нас многие районы, центральные районы, заречные, уже полностью подключены к ВОЛС. И сейчас мы идем в Арктику. Правильно, да, мы подключили Оленек, Анабарский район. Буквально в прошлом, недавно, вот буквально в прошлом месяце мы вместе с Арсением Сергеевичем запустили ВОЛС в Жиганске. Долгожданные, вот поздравляю всех еще раз наших жителей Жиганского района. Пришел ВОЛС, и мы видим, как население активно начинает пользоваться сервисами, как я сказал, заказывают через интернет различные товары. Ну и благодаря поддержке Минцифры РФ по поручению президента страны запускается замечательный проект «Синергия Арктики», согласно которому до конца 2027 года мы подключим все районные центры Арктики. В это сложно поверить. Еще в 2018 году мы об этом мечтали, сегодня это реальность. Мы строим. Мы в 2025 году подключим Тикси. Привет нашим друзьям из Тикси, они нас смотрят сейчас. Мы начинаем строить в Батагай, в Зырянку, и будем подключать все арктические районные центры. На это средства выделяются с Минцифры РФ, с правительства республики мы выделяем, и, конечно, будут участвовать сотовые операторы. И надо отметить, что будет участвовать наш оператор связи Арктик Телеком, что тоже очень важно. Будет привлекаться много рабочих мест. Ну и я жду этого времени, когда можно будет сказать, что вся республика подключена к быстрому интернету, осталось ждать совсем недолго. Спасибо. И в продолжении, вот я из WhatsApp поступает огромное количество вопросов, в продолжение и в тему я хотел бы зачитать один из них, вот предваряя, скажем так, вернее, постфактум, после выступлений наших участников. Хочу выразить благодарность главе и правительству республики за открытие ТЛЦ, торгово-логистических центров. Об этом говорили в прошлом году на отчете, но рады, что удалось сделать так быстро. И вопрос, откроются ли везде, где уже есть ТЛЦ, пункты приема местной промысловой продукции? Как раз вот из быстрого интернета Жиганского улуса. Да, но благодаря быстрому интернету действительно Жиганского улуса быстро и пришел вопрос. Я думаю, что Жиганскому улусу есть на что рассчитывать именно в 2024 году. Работа по обратной работе торгово-логистических центров, по непосредственно сбору продукции производителей местных для того, чтобы отправлять их в город Якутск для переработки или перерабатывать на местах, в 2024 году начинается в том числе с Жиганского района. Необходимо обратить внимание, что в 2024 году мы начнем заготовку дикоросов на действующих производственных мощностях в Абыйском, Жиганском, Усьянском и Среднеколымском. И с вводом новых ТЛНЦ с 2025 года заготовка планируется в Верхоянском, Момском, в 2026 в Оленекском, Малаховском и Эвино-Бытандайских районах. Это не только планы, это уже апробированные непосредственно методы работы. Необходимо обратить внимание, что в этом году, в декабре, в суровом декабре 2023 года 2 тонны непосредственно продукции, мяса оленины мы закупили уже непосредственно у одной из кочевых городовых общин и, соответственно, осуществили их обратную доставку. Ну и сейчас, соответственно, компания занимается проведением, выстраиванием логистических путей, исходя из вот таких позиций. Так что в Жиганске это 2024 год, и пока исходим из позиции по сбору дикоросов. Спасибо. И следующая тема, она созвучна тоже. Можно сказать, что она волнует каждого из якутян, потому что это исконно традиционная отрасль, это сельское хозяйство. Смотрим сюжет наших корреспондентов. Якутия занимает 3-е место среди субъектов Дальнего Востока по объему валовой продукции сельского хозяйства. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2023 год оценивается в 33 миллиарда рублей. Сельское хозяйство всегда находится в зоне моего особого внимания. От его развития зависит благополучие не только селян, но и обеспечение качественными продуктами, а значит и здоровье жителей всей Якутии. В этом году финансирование сельского хозяйства достигло 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд.
Увеличена ставка субсидий на молоко, на развитие табунного коневодства, северного домашнего оленеводства, скотоводства в личных подсобных хозяйствах населения. План по заготовке сена выполнен на 102%, силос на 110,5%, сенажа на 123,8%. Якутия – лидер среди субъектов Российской Федерации по количеству предпринимателей в сфере сельского хозяйства. Власти регионов поддерживают фермеров. Так открываются новые птицефермы, животноводческие комплексы, овощехранилища, сенохранилища, второй племзавод по разведению якутских лошадей. К примеру, в Амгинском, Сунтарском и Вилюйском районах начали работу птицефермы общей мощностью на 3000 голов. В Мегино-Кангаласском районе введены животноводческие комплексы на 200 дойных коров. В Намском районе введены 2 овощехранилища мощностью 200 тонн. Также долгожданное открытие овощехранилища состоялось в Ленске. С вводом в эксплуатацию такого объекта, как овощехранилище, это даст такой импульс, толчок для наших аграриев. Они смогут планировать свою деятельность, смогут расширять свои посевные площади. И мы на этом, конечно, будем настаивать для того, чтобы нам сделать кооперацию не только внутри района, но и выйти, конечно, нам на внешние рынки. Это наши соседние улусы. В сельскохозяйственном предприятии «Харобут» Мегино-Кангаласского района получен племенной статус по разведению лошадей якутской породы, в связи с чем в Якутии появился второй племзавод по разведению таких лошадей. А в предприятии «Якутский скот» для отделения Кюляги в селе Балугур Амгинского района введены в работу 2 коровника. Мы впервые в этом году поставили продукцию мяса якутской породы и суповой набор. Действительно, это послужит для того, чтобы наше население, якутяне, будет употреблять экологически чистую продукцию. И надеюсь, это на долгие года. Соответственно, я как руководитель буду стремиться к тому, чтобы ежегодно поставлять продукцию, возможно, даже в течение года, не только осенью. По поголовью оленей Якутия занимает 3-е место среди субъектов Российской Федерации. Поголовье домашних северных оленей составило более 170 тысяч голов с увеличением на более чем 3000 голов. На развитие табунного коневодства хозяйством Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Ленского, Намского, Аймяконского, Хангаласского и Чурапчинского районов и в городе Якутске представлена господдержка на строительство 19 конебаз на 1900 голов. Ввод объектов планируется уже в текущем году. В рамках программы развития кормопроизводства сельхозтоваропроизводителями приобретено 211 единиц техники и прицепного оборудования, 2238 тонн семян кормовых культур, построено 240 километров изгороди, возведены 11 сенохранилищ на 2050 тонн. В Нюрбинском и Усть-Алданском районах построены силосные траншеи на 800 тонн. Основная задача в текущем году – это ввод 9 животноводческих комплексов на 1100 голов, создание мясоперерабатывающего комплекса на территории Хангалахского района. Я передаю слово заместителю председателя правительства республики Сергею Васильевичу Местникову. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Действительно, развитие сельского хозяйства является в нашей республике приоритетом работы абсолютно всех уровней власти и министерств и ведомств, поскольку село – это не только сельское хозяйство, это и образование, это и культура, это и спорт, это и здравоохранение, это и другие направления развития в целом нашей республики. И по поручению главы республики мы на уровне правительства республики должны из года в год увеличивать объем государственной поддержки и внимания со стороны всех уровней власти. И по итогам прошлого года финансирование отрасли АПК составило рекордных 15 миллиардов 800 миллионов рублей. По объему валовой продукции агропромышленного комплекса наша республика занимает среди регионов Дальневосточного округа 3-е место, и по итогам прошлого года сумма составила порядка 33 миллиардов рублей. Конечно же, ключевым показателем развития сельского хозяйства является и поголовье сельскохозяйственных животных, как было сказано в сюжете. Если мы по домашнему оленеводству занимаем среди регионов Российской Федерации 3-е место, то по поголовью лошадей занимаем среди 89 регионов России 1-е место. И вводим новые механизмы поддержки, увеличения поголовья. Этот объем поддержки, порядка 15 миллиардов 800 миллионов рублей, идет, конечно же, на создание и оленеводческих баз, и коневодческих баз, и создание животноводческих комплексов, создание овощехранилищ, других форм поддержки.
И, как вы знаете, по поручению главы республики, в нашей республике субсидируется и поголовье крупного рогатого скота, и также заготовка молока. В текущем году этот объем поддержки еще увеличится. У нас на 1 килограмм молока субсидия будет выдаваться до 65 рублей. Для субсидирования сельхозживотных среди личных подсобных хозяйств увеличится до 39 тысяч рублей. Конечно же, одной из ключевых задач в области агропромышленного комплекса является обеспечение местной продукции наших жителей. Это и сфера образования, и в целом бюджетная сфера. Здесь большая работа ведется, и я думаю, что новые механизмы будут внедряться и в текущем, и в последующих годах. Сейчас, если говорить о задачах на предстоящий период, то мы всегда придерживаемся того правила, чтобы разрабатывать и внедрять новые механизмы, анализировать действующие механизмы. Какие-то механизмы поддержки могут не работать, либо своего эффекта не показывать. И с этой точки зрения сейчас на уровне Министерства сельского хозяйства с участием экспертов, с участием самих сельхозтоваропроизводителей ведется работа по разработке механизмов поддержки сельского хозяйства. И совсем скоро, ближе ко второму кварталу, мы будем на уровне правительства республики рассматривать эти меры поддержки и развития сельского хозяйства. И начиная со следующего года мы будем внедрять их по всей территории нашей республики. У меня, кроме развития агропромышленного комплекса, конечно же, есть еще сфера культуры и духовного развития, и спорт. Если говорить о культуре и духовного развития, то эта сфера является одной из ключевых сфер согласно стратегии развития нашей республики. И тем более в нынешних условиях очень важно сохранение нашей традиционной российской традиционной духовно-нравственных ценностей и нашей национальной культуры, и традиций, и обычаев родного языка. В нашей республике активно реализовывается национальный проект «Культура», и объем финансирования из федерального бюджета национального проекта «Культура» из года в год увеличивается. По итогам прошлого года мы получили из федерального бюджета на национальный проект «Культура» порядка 940 миллионов рублей на развитие и культурно-досуговых учреждений, и строительство объектов культуры, это и оснащение домов культуры необходимым оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, это и капитальный ремонт сельских домов культуры. Как вы знаете, в нашей республике активно развивается кинопроизводство. В прошлом году мы запустили такой проект, как «Экстра Синема», который позволил начать работу по обеспечению сельских домов культуры необходимым кинопроектным оборудованием по показу кинофильмов. И также этот проект будет продолжаться и в текущем, в последующие годы. По объему кинопроизводства наша республика является также лидирующим регионом. В Российской Федерации всего 3 региона являются лидерами по производству кинофильмов. Это Москва, Санкт-Петербург и Якутия. Ежегодно наши кинопроизводители выпускают на кинорынок порядка 14-15 кинокартин. И за прошлый год объем продаж билетов наших кинофильмов составил порядка 100 миллионов рублей. Думаю, что эта отрасль дальше будет развиваться, в том числе благодаря реализации такого проекта, как строительство кинопавильона здесь, в городе Якутске, нашей республики. В области сохранения и развития родных языков в нашей республике работает государственная программа, которая в прошлом году по поручению главы республики была увеличена до 100 миллионов рублей. И если раньше мы в рамках этой программы реализовывали буквально 1-2 проекта, то уже с прошлого года ежегодно мы реализовываем 55 разных проектов, направленные на сохранение и развитие родных языков. Это и научные исследования, это и образовательные проекты, это и разработка учебников, это и создание контента в интернет-пространстве для молодого поколения, для детей. И, как вы знаете, по поручению главы республики с 1 июня текущего года в республике на канале НВК «Саха» появится собственный детский телеканал, который будет вещать на родных языках для детей и молодежи. В сфере спорта одной из наших ключевых целей государственной политики является вовлечение жителей нашей республики в систематическое занятие физкультурой и спортом.
И каждым годом увеличивается число доли лиц, которые занимаются физкультурой и спортом. И по итогам прошлого года эта цифра достигла 55,2%. Это удается благодаря созданию, прежде всего, инфраструктуры на местах. Строятся и спортивные комплексы крупные, это строятся и стадионы, открытые спортивные площадки в сельской местности. Ну и также в прошлом году, благодаря финансированию компании «Газпром», в республике были введены в эксплуатацию 3 крупных спортивных комплекса в городе Алдане, Нерюнгринском районе, в городе Якутске, городского округа, город Якутск. В прошлом году мы по поручению главы республики возобновили детский спорт, а именно детскую спартакиаду среди школьников, которая охватила абсолютно все школы. И более 63 тысяч школьников приняло участие в данной школьной спартакиаде. И эта спартакиада теперь будет проходить ежегодно для развития детского спорта. Спасибо. И коллеги мои готовы вывести телефонный звонок в студию. Говорите, вы в эфире. Алло. Аматтан Надеждабын, сайын бихе колонка хыгы болар, хыгы ыты ихинен арас тахымнақ тәрәхіннері тұрлықтақтыр. Төріт бұрағынек бұтын бол жоғыр сетихиләктігі таммыт, бар жоммутығар толбыт байын, нороппы түгестерін толыру, арыяқпыт төден нәхилене долгуяр. Ыйтын маннық, бұланнамыт тұтулар бары кәмегер бүтіяқтары до. Бағы баларын. Спасибо. Я кратко переведу население Амгинского улуса, где будут проводить Ысы-Холонко. Обеспокоено, успеют ли все построить срок. Это для обеспечения языкового баланса. И, Сергей Васильевич, вам же опять. Төрет культура утан үгеспетен, тылбытын өспетен сөргөтерге аналлах олонқобыты хеған тухунан ыйтығы тейхін барға мақтал болдым. Подготовка к Ысы-Холонко в Амгинском улусе идет полным ходом. Для этого создан был оргкомитет, были утверждены планы подготовки и проведения мероприятий. Я буквально 2 недели назад был с отчетом правительства республики в Амгинском улусе, встречался с населением, общался и увидел, что жители Амгинского улуса полностью вовлечены в подготовку и проведение этого нашего национального праздника Ысы-Холонко. В каждом наследии готовится, что-то шьют, что-то готовят из бересты, национальные украшения делают. И это показывает на самом деле консолидацию всех жителей Амгинского улуса к организации этого праздника. А подготовка на уровне республики с точки зрения стройготовности объектов сооружений идет в плановом режиме. Всего 19 объектов строится в рамках Ысы-Холонко. Все они были начаты еще в прошлом году. Кроме того, подрядчик не стал ожидать окончания зимы. В зимний период он на своих складах заготавливает элементы сооружения и уже начинает на территории, где будет проходить Ысы-Холонко, монтаж и установку сооружений. Уверен, что объекты будут завершены до начала мероприятия. И, конечно же, Ысы-Холонко, наш национальный праздник, пройдет на высоком организационном уровне. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. Я напоминаю, что мы уже почти 2 часа в эфире. Наш эфир уже почти подходит к концу. И в конце принято говорить о планах на будущее. Будущее у нас связано, как всегда, с молодежью. Смотрим видеосюжет. Якутия – молодежная республика. Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет составляет более 300 тысяч человек. Ежегодно в республике проводятся более 1500 различных мероприятий в сфере молодежной политики. Одним из главных мероприятий молодежи является фестиваль «Мусустар», который объединяет тысячи человек с разных уголков не только республики, но и России в целом. В 2023 году впервые в рамках фестиваля прошел первый слет российского движения детей и молодежи «Движение первых». Движение первых для меня в первую очередь это возможности реализовать себя. Помимо этого, это возможности внести что-то новое в жизнь современной молодежи. Это возможность знакомств, познакомиться с всевозможными людьми. Движение первых объединяет разных людей на самом деле.
Патриотическое воспитание граждан является одной из основных задач республики. Летом 2023 года молодежный десант организовал усиленные работы, в ходе которой добровольцы-волонтеры выезжали в муниципальное образование и проводили работу с пенсионерами, ветеранами, семьями мобилизованных. Молодежным десантом проведено 210 мероприятий в 36 муниципальных районах, городских округах с охватом более 65 тысяч человек. Глава на патриотическом воспитании остановился довольно-таки внимательно. У нас, если так посмотреть, очень много патриотических организаций, и вообще министерства, все, которые у нас есть, они работают в этом направлении. И будет создан учреждение, которое будет курировать все это. Это будет молодежный центр «Патриот». Якутия – лидер среди регионов Дальнего Востока по количеству внесенных и поддержанных инициатив на конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Всего за 2023 год на проведение конкурса грантов Якутии на развитие гражданского общества было подано более 400 заявок. Из них поддержан 71 проект на общую сумму 117 миллионов рублей. Самое главное оставаться на связи с фондом, да, потому что если у нас есть какой-то проект поддержанный, единственный и главный показатель, соответственно, фонда – это количество реализованных проектов успешных. Да? То есть наша задача – помогать грантополучателям их инициативы реализовывать успешно. В Якутии впервые был проведен форум сообщества на тему «Сила России. Потенциал территории как ключ к развитию». Всего на форуме приняли участие более 1500 человек из 22 регионов. Я увидел, насколько много инновационных технологий, производств, причем сделанное руками совсем молодых ребят. Мы общались, буквально выпускники якутских вузов, которые здесь, в республике, работают, очень довольны своей работой. Я насчитал 3 или 4 технологии, буквально такого федерального, общероссийского значения, которые уже внедрены, приносят пользу гражданам республики. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что молодежь была в центре внимания как региональных, так и федеральных властей. И уже сейчас она представляет Якутию на Всемирном фестивале молодежи. Несомненно, эта работа будет продолжена. Слово заместителю председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной. Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Уважаемые коллеги, нужно обратить внимание, и, наверное, прежде всего обращаюсь сегодня и к молодежи республики, что сегодня вы составляете треть нашей республики. Порядка, получается, 32% – это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. И мы здесь, все сидящие члены правительства, очень четко понимаем о том, что все действия, которые мы осуществляем, они направлены на то, чтобы обеспечить соответствующий равный доступ к образованию, культуре, к непосредственно трудоустройству, к спорту, здравоохранению, в том числе и прежде всего и молодых граждан, для того, чтобы создать те условия, чтобы личности молодые были конкурентоспособны. Действительно, сейчас наша делегация Якутии, продолжает работать в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ребята представляют нашу республику совершенно лучшим образом, показывая ее культуру, образование, показывая ее преимущества перед другими субъектами. И нужно сказать, что знакомясь с молодежью других стран, сегодня у российского агентства Росмолодежи появились 2 таких достаточно мощных крыла, на которых они опираются в целом по стране. Это, соответственно, движение первых и, непосредственно общественная организация «Общество знаний». Оба этих проекта уже сегодня можно говорить, что они состоялись и на территории республики. Тем не менее, непосредственно нам нужно расширять и мотивировать дальше продвижение такого движения, как движение первых. Мои встречи, так же, как и руководство республики, встречи в районах с представителями движения первых говорят, что интерес к этому движению есть. Многие считают, что во многом это некий прообраз какой-либо пионерии как таковой. Но, тем не менее, молодежь, она стремится к объединению, стремится к созданию своей экосистемы, экоструктуры как таковой. И, конечно же, просветительские проекты общества знаний. На них нельзя не обратить внимание. Сегодня на просветительских проектах общества здания читают и разъясняют политику государства лидеры нашей страны. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Лавров, губернатор, наш глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев также был один из лекторов непосредственно просветительского проекта общества знаний. Это то, посредством чего простым языком доносится сама суть государственной политики, и она воспринимается молодежью, и особенно на фестивале это было очень хорошо чувствовалось. Создать
Создание новой экосреды, по сути дела, системы молодежной политики в республике отчасти дал старт проведения фестиваля, молодежного фестиваля, о котором уже говорят практически в каждом ЛУСе, все о нем хорошо знают, это фестиваль «Мусустар». Данный фестиваль, по сути дела, является своего рода такой вот олимпиадой, что ли, для молодежи, для молодежных организаций, в которой они могут себя проявить в разных отраслях, будь то это спорт, будь то это, да, значит, непосредственно культура, поем, значит, реализуемся. Вот в этом году была дополнена прекрасная площадка, которую организовал Министерство промышленности совместно с компанией «Эльгауголь». Есть площадки, которые находятся в рамках патриотических площадок, но уже сегодня улусы борются за то, чтобы стать молодежным улусом республики. Было принято совершенно правильное решение главой республики о разделении этих границ с точки зрения и относительно территориального расположения улусов. И у нас сегодня по результатам 2024 года, вот прошедшего фестиваля «Мусустар», лучшим молодежным районом, значит, городским округом Якутии стал Горный улус, а лучшим молодежным арктическим районом стал Булунский улус. И это дает свой стимул, помимо тех дивидендов, которые они получают. Безусловно, это дает возможность реализовывать на территории непосредственно разные проекты. Особое внимание, да, вот хотела бы обратить внимание на то, что сегодня молодежь реально генерирует очень много разных проектов в разных отраслях. Они ничего не боятся, нет каких-то определенного рода границ. Поэтому та поддержка, которая осуществляется через фонд президентских грантов, через гранты главы Республики Саха-Якутия, она и дальше будет продолжать свое развитие и реализовывать новые молодежные проекты. Сегодня не раз говорилось о мультиках, например, да, от мультиков, заканчивая поддержкой старшего поколения. Так, например, молодежные организации Горного улуса во время начала специальной военной операции реализовали благодаря фондам, грантам, значит, непосредственно главы Республики Саха-Якутия такой проект, как продленка для детей, участников специальной военной операции. То есть до тех пор, до того периода, пока государство непосредственно принимало эти решения, они на уровне общественной организации получили это закрепление. Нельзя не отметить и те проекты, которые проходят по помощи нашим больным, по работе с пациентами, особенно, вот, например, с такими, как онкологическими заболеваниями. Это уникальные проекты, которые сегодня, и в том числе вот на форуме сообщества, тиражировались в целом для всей страны. У нас очень интересная творческая молодежь, у нас очень интересная патриотически настроенная молодежь. И вот эти вот наши проекты, которые мы реализуем и по патриоту, и по центрам воинам, и по юной армии, по ДОСАФу, и по тому же Ботору, и сегодня говорят о том, что в данном вопросе должны быть приложены наши все усилия, чтобы их поддерживать. Поэтому наша задача — создавать усилия для молодежи, ну и, безусловно, увеличивать количество жителей республики. Хорошо, спасибо. И на очереди социальный блок, где и пойдет речь о демографии. В 2023 году мы перешагнули долгожданный рубеж. Количество населения перешагнуло за отметку 1 миллион человек. Это 7-е место в стране и 1-е место на Дальнем Востоке по естественному приросту. Социальная поддержка семьи, материнства и детства, растущая все эти годы, усилится еще, ведь 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом семьи, и год детства объявлен республике Иль-Дархана. 2023 год в Якутии стал знаменательным в сфере демографической политики. Огромная радость, которой Якутия уверенными шагами шла на протяжении нескольких лет, случилась в преддверии главного праздника Якутии – Исеха. Численность населения в республике достигла отметки в 1 миллион. Впервые за 40 лет в Якутии родился миллионный житель. Новость об этом обошла всю страну в день национального праздника Исех. В семье Ануфриевых 23 июня родилась девочка, которую назвали Саина. Это миллионный житель Якутии. Нас миллион! Благословенна та земля, где рождаются дети, где слышен детский смех. Значит, у нашей Якутии светлое будущее. Сегодня в показателях рождаемости Якутия занимает 1-е место среди дальневосточных регионов и 7-е место в стране.
В республике всегда большое внимание уделялось поддержке семей и детства. За 5 лет объем поддержки материнства и детства в виде различных выплат возрос более чем в 8 раз до 29 миллиардов рублей по программе «Социальная поддержка граждан в Республике Саха-Якутия». Перечислю наиболее массовые меры поддержки. Это целевой капитал «Дети столетия». Выплата на каждого рожденного ребенка Якутии, начиная с 2022 года, мера продлена до 2027 года. Единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также выплата молодой семье при рождении первого ребенка, рожденного не позднее 31 декабря 2023 года. Ежемесячное пособие на третьего ребенка до 3 лет, рожденных до 2023 года. Ежегодная выплата к школе на детей из многодетных и малообеспеченных семей. Республиканский материнский капитал «Семья» при рождении третьего ребенка. С текущего года выплата капитала увеличилась до 300 тысяч рублей. Ранее составляла 150 тысяч. Только по городу Якутску на начало текущего месяца материнский капитал получило более 230 семей. Слышали в конце прошлого года, что увеличивается сумма капитала, и решили подождать. Мы получили увеличенный размер материнский капитал «Семья» республиканский. В этом году подали заявление, на возмещение документы сдали и получили одобрение. И направили эти денежные средства на дальнейшее строительство частного дома. Также с текущего года в Якутии действует новая мера государственной поддержки, направленная на укрепление института семьи и поддержки регистрации браков. Так, новая выплата предназначена молодым супружеским парам при вступлении в брак. Важным условием является возраст супругов, который не должен превышать 25 лет, и проживание на территории республики обоих супругов. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Для ее получения необходимо одному из супругов подать электронное заявление на портале eyakutia.ru. В республике 34 тысячи многодетных семей воспитывают более 118 тысяч детей. Для них действует ряд мер поддержки: выплаты, помощь в приобретении жилья и транспорта, льготы при оплате государственных услуг. 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом семьи. В республике же это год детства. В стране и в республике будет уделено большое внимание повышению престижа самодостаточной и благополучной семьи, а также всемирной поддержке нуждающимся семьям с детьми. И в продолжении видеоматериала слово профильному заместителю председателя правительства республики Георгию Михайловичу Степанову, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Да, как было отмечено в прошлом году на преддверии нашего национального праздника ЭСЭХ, наша Якутия достигла долгожданной, почти 40 лет ждали этого события, отметки численности населения в 1 миллион. И в своем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Владимирович Путин определил демографию как один из приоритетных направлений политики государства. Безусловно, демографическая политика в будущем будет предопределять социально-экономическое развитие нашего государства, нашей республики. Если мы не удержим те высокие позиции, о которых говорилось в видеоролике, просто через некоторое время некого будет учить, некого будет лечить. Поэтому тот тренд, который мы сегодня взяли по демографии, мы обязаны удерживать и в будущем. И абсолютно в ролике было справедливо отмечено, что наша республика всегда отличалась особой государственной политикой, продуманной, системной, которая глубоко была связана и с традициями народов, населяющих Якутию, в плане поддержки многодетности, в плане поддержки семей, многопоколенных семей в нашей республике. И в этом отношении в последние годы было очень много сделано руководством республики. В качестве одного из примеров могу сказать, когда в прошлом году глава нашей республики Айсен Сергеевич встречался с победителями ежегодного традиционного конкурса «Семья», он дал правительству республики ряд конкретных поручений. И сегодня я могу привести пример, всего лишь несколько из тех поручений, которые мы на сегодня уже реализовали.
Во-первых, в целях поддержки многодетных семей в 2 раза увеличен размер регионального семейного капитала материнского, и он с 2024 года его размер составил 300 тысяч рублей. Как было отмечено в сюжете, впервые в истории республики введена такая мера поддержки для стимулирования создания именно молодых семей, для лиц в возрасте до 25 лет, впервые вступающим в брак, единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. По решению главы нашей республики продлено действие целевого капитала «Дети столетия» на целых 5 лет. А мы все помним, что этот целевой капитал был введен в 2022 году, в год, когда мы отмечали столетие государственности нашей республики. И, безусловно, одним из приоритетов развития нашей республики является поддержка многодетных семей. И традиции многодетности в нашей республике, конечно, они должны поддерживаться не только на материальном уровне, но и, конечно, поощряться в первую очередь морально. Они должны быть общепризнанной ценностью нашего общества. Вот сегодня буквально глава нашей республики вручил многодетным матерям нашей республики высокие государственные награды. А это женщины, которые родили, воспитывают 7-8 детей. И очень символично, что такая церемония, очень душевная, очень красивая, она прошла в преддверии Международного женского дня. Поэтому, как определено главой государства и, соответственно, наша позиция руководства республики, главы правительства республики в 21 веке, она будет всегда направлена именно на поддержание тех высоких показателей по демографии, которые мы достигли. И здесь я хочу отметить, что демография – это не только социальная защита, это не только меры социальной поддержки, это в первую очередь огромный комплекс работы, которую делают все члены правительства, начиная от здравоохранения, заканчивая культурой, спортом, здоровым образом жизни, образованием. То есть это весь спектр очень большой работы, который должен нам дать надежду, что в будущем наша молодежь, она будет и конкурентной, и здоровой, и готовой к новой жизни в 21 веке. Отлично. И руководители органов исполнительной власти республики готовы ответить на следующий звонок нашего колл-центра. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, я звоню с Нербинского района, многодетная мама. Вот меня интересует такой вопрос. На послании президент же объявил о новом нацпроекте «Семья». Вот мне интересно, что это даст нам, жителям республики. Да. Алло. Спасибо за вопрос, Георгий Михайлович. Да, спасибо. Значит, вы знаете, что 2024 год у нас в России объявлен годом семьи. И очень символично, что именно в начале 2024 года глава государства анонсировал новый национальный проект «Семья». И сразу в своем послании Федеральному собранию также анонсировал продление ряд основных мер, которые были направлены на поддержку именно многодетных семей. Так, президент страны предложил продлить действие программы материнского семейного капитала до 2030 года. На этот же срок Владимир Владимирович Путин предложил продлить программу ипотечного льготного кредитования для молодых семей. И, безусловно, вот эти основные федеральные проекты, они лягут в основу будущего национального проекта «Семья». Также мы все знаем, что в январе текущего года президент Российской Федерации принял указ о мерах по поддержке многодетных семей, в соответствии с которым впервые установлен федеральный статус на всей территории Российской Федерации многодетной семьи. Гарантировано, что этот статус он будет являться бессрочным. Также этот указ содержит достаточно большое количество поручений
в адрес глав субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку многодетных семей. И вот как раз в эти дни правительство республики, профильные министерства и ведомства завершают работу по выработке предложений по реализации положений указа президента на территории нашей республики. И буквально вот в предстоящие дни мы внесем наши предложения на рассмотрение правительства и в последующем на рассмотрение главы нашей республики. И буквально вот на прошлой неделе Айсен Сергеевич также дал поручение правительству республики актуализировать все имеющиеся государственные программы, целевые программы, направленные на поддержку многодетных семей, с новыми национальными проектами, которые были анонсированы президентом Российской Федерации. Спасибо, Георгий Михайлович. Наш колл-центр принял свыше 600 вопросов. Все вопросы будут переданы в соответствующие ведомства и министерства. И наше время стремительно подходит к концу, и под занавес завершающего мероприятия ежегодного отчета регионального правительства я хочу адресовать вопрос об самых ожидаемых, самых важных событиях 2024 года председателю правительства республики. Пожалуйста. Ну, действительно, какой отчет без планов? Планы – это не только важный элемент, залог успеха, но и на самом деле такой вариант командной сборки для правительства. Ведь мы ставим перед собой задачи исполнимые, но сложные, и те поручения, те наставления, которые дает нам глава республики, конечно, во-первых, интересно выполнять, потому что эта работа очень интересная, но и та польза, тот эффект, те итоги работы, о которых мы сегодня говорим, они во многом выражаются именно вот этим энтузиазмом, подъемом большой команды не только правительства, но и муниципальных команд, муниципальных властей, глав, самих жителей, которые активнейшую позицию на сегодняшний момент проявляют, обеспечивая строгий надзор, оценку нашим действиям, ну и, конечно, выражая пожелания и свои просьбы правительству республики. Они таким образом делают свою землю, свои родные села, города удобными для жизни, способствует их развитию. Поэтому я хочу сказать, что все предполагаемые и планируемые нами события 2024 года, они основываются на пожеланиях самих жителей. Конечно, говоря конкретно о том, что мы ждем в настоящем году, это крупнейшее международное соревнование, игры «Дети Азии», 8-е игры «Дети Азии». И очень отрадно, что, во-первых, это происходит в год семьи, который объявлен президентом страны. Это происходит в год детства, который объявлен главой республики. Мы вот этот вот для нас очень символичное мероприятие, этот такой символ республики, игры «Дети Азии», будем проводить в этом году. Он возвращается на родину, где он когда-то создавался, где он когда-то получил свое начало. В этом году мы их проводим летом у себя дома в городе Якутске. И, конечно, для нас очень символично, что дети получат такую возможность посоревноваться, отстоять свой характер, проявить свои лучшие качества, свои таланты. Ну и отмечу, что это крупнейшее международное спортивное соревнование, потому что очень большое количество стран-участников у нас сегодня будут в этот раз будут представлены, за что, конечно, большая благодарность тем, кто трудится над этим мероприятием. Ну, а говоря об экономике, конечно, если 23-й год был таким годом испытаний, годом сплочения, годом, когда наша республика, жители республики и, конечно, команды, которые работают над тем, чтобы экономическую
такую экономические победы, несмотря на сложную обстановку, совершались. Конечно, хочу сказать, что те планы, которые мы ставим на этот год, они ничуть не меньше. Год, возможно, будет не легче. Поэтому мы понимаем, что команда правительства, и я за это благодарен команде главы, команде правительства, за то, что действительно планы ставятся и реализуются совместно с нашим населением и, конечно, властями на местах. Хотел бы отдельно сказать, что республика мобилизовала все свои силы и продолжается специальная военная операция. В этой связи, конечно, ответственность за ее результаты, мы, конечно, в победе не сомневаемся. И ответственность за эти результаты лежит на всех нас. Поэтому я надеюсь, что все, что мы планируем, реализуется. Ну и, пользуясь возможностью, уже все мои коллеги сегодня поздравили прекрасную половину человечества с наступающим 8 марта. Ольга Валерьевна у нас сегодня представляет женщин в нашей студии сегодня. Я ее и всех женщин в ее лице поздравляю с наступающим великолепным праздником, прекрасным весенним праздником 8 марта. Хочу сказать, что женщины, вы воплощаете в себе все самые лучшие качества: любовь, красоту, внимательность, но также это мудрость и терпение. Терпение, которое веками помогает воспитывать новые поколения, помогает поддерживать мужчин, ну и, конечно, помогает им достигать для вас новых побед. Материнская миссия поистине неоценима. И в этой части, конечно, поддержка и семей, и матерей в нашей работе будет играть огромное значение, и мы этому будем уделять огромное внимание. Спасибо. Уважаемый председатель правительства, уважаемые зампреды, я благодарю всех вас за сегодняшнюю совместную, очень плодотворную работу, которая служит итогом двухмесячной огромной работы с традиционным отчетом правительства населению республики. Сотни муниципалитетов, тысячи жителей и сегодняшние телезрители, и всем им передается особый посыл с вашей стороны, со стороны правительства, о том, что идет всесторонняя работа во благо и процветание всех жителей и заботу о каждом. Я еще раз благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире и присоединяюсь к поздравлениям Кирилла Евгеньевича с 8 марта. Не могу не поздравить Ольгу Валерьевну с наступающим весенним праздником и всех представителей прекрасной половины населения нашей республики. С вами был Дмитрий Аргунов. Увидимся в следующих эфирах.